Не, она контролирует, пусть контролирует, нормально. Так. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу научную конференцию в рамках празднования 60-летнего юбилея нашего факультета. Пленарные заседания. Продолжается работа пленарной сессии, и мы заслушаем ряд докладов. В основном это наши коллеги из других городов, из других регионов. И мы приглашаем выступить с докладом Найданова Баира Намдаковича, начальника отдела организации инновационной деятельности Федерального центра подготовки спортивного резерва Министерства спорта России, кандидата педагогических наук, доцента. Тема доклада об экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации. Микрофон я посмотрю, почему. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Звук есть? Да, есть, вас хорошо слышно. Звук есть, да? А картинка видно? Видно? Да, да. А у вас не отображается? У меня не отражается в моей. Налево смахните. Налево. Ну ладно. Не, налево смахните экран. Ну ладно, если меня видно, презентация установлена, мы начинаем. Уважаемые участники конференции, дорогие коллеги, дорогие друзья, ну, во-первых, разрешите поздравить факультет физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета имени Даржибанзарова с очень славной датой, 60-летием со дня образования. Мы буквально недавно на Красной площади в столице нашего государства записали видеообращение. Мы сегодня разместили небольшой ролик с поздравлениями от выпускников факультета, который проживает в Москве. И были приятны той встрече, которая у нас произошла с командой Бурятского государственного университета во главе с Яной Николаевной Сараевой, которая стабильно в своих результатах, и ребятам, которые тренируются все эти годы, ну, последние практически 15 лет, имеют, на мой взгляд, хороший шанс выезжать в центральные регионы страны, ознакомливаться с уровнем игры и сопоставлять, и конкурировать, главное. Конечно, было очень приятно увидеть выпускников разных лет, с которыми мы учились, работали, и эти встречи действительно незабываемы. Как было отмечено вот в этих видеообращениях, видеопоздравлениях, действительно юбилей для факультета придал новую энергию, добавил страсти. И, на мой взгляд, именно благодаря этим мероприятиям, которые
вовлечены в орбиту празднования 6-летнего юбилея, но придали и будут еще нацеливать на серьезные результаты для всего коллектива факультета, как для преподавателей, так и студентов. Конечно, очень здорово, что идея факультета все-таки создать музей спортивной славы нашей республики, нашей страны, в котором будут отражены все выдающиеся достижения наших выпускников и студентов. Я думаю, это очень хороший след в истории, для истории и о тех людях, которые сегодня вкладываются и материально, и значит, со своими предложениями по тому, чтобы музей действительно превратился не просто в выставку достижений. Я думаю, что музей будет достойным, наглядным пособием, и многие занятия, которые будут проходить в стенах университета, будут иметь доступ к тому, чтобы представлять музейные реликвии. Это действительно история, она заслуживает и уважения, и почтения, и это очень красиво. И, дорогие друзья, действительно, мне очень приятно поздравить факультет со славным юбилеем и пожелать успехов в том, чтобы наш факультет, который всегда являлся локомотивом, который выдерживал всегда все трудности перипетии очень достойно и выдавал на гора очень достойные результаты во всех направлениях жизнедеятельности. Мы можем действительно наблюдать, как наши выпускники демонстрируют устойчивое развитие во всех направлениях, будь это политика, будь это администрирование, будь это бизнес, будь это профессиональная, тренерская или образовательная деятельность. Та закалка, тот жизненный опыт, который вкладывают преподаватели факультетов своих студентов, это действительно является очень хорошей школой. Но, безусловно, сама атмосфера факультета, вот этого товарищества, спортивных страстей, тренировочный процесс, это действительно придает очень важный, необходимый потенциал для всех, кто вовлечен в орбиту выпускников факультета. А в орбиту выпускников факультета вовлечены практически все. Дорогие друзья, переходя к докладу, я бы хотел действительно поделиться тем опытом, который мы сегодня имеем в Российской Федерации по экспериментальной инновационной деятельности. Думаю, что она очень плотно пересекается с темой конференции, и буду очень рад, если наша совместная работа будет продолжена и выльется в некие реальные результаты. Второй слайд, пожалуйста, поставьте второй. Как вы знаете, правительство Российской Федерации утвердило недавно стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Это очень важный документ, и в ней определены самые амбициозные задачи, выполнение которых возможно только путем объединения усилий руководителей и организаторов разных ведомств и привлечения жителей всех возрастных категорий в каждом регионе страны. Здесь обозначена амбициозная цифра: 70% россиян
должны быть вовлечены в регулярные занятия физической культурой и спортом. Ну, безусловно, эта цифра, на мой взгляд, является очень такой высочайшей, и это реальный вызов всей системе межведомственного управления, поиску комплексных решений и созданию равных условий для всех. Еще одним очень важным ключевым аспектом стратегии является повышение конкурентоспособности российского спорта, совершенствование системы организации и управления спортом высших достижений и подготовки спортивного резерва. Третий слайд. Экспериментальная инновационная деятельность осуществляется в целях модернизации и развития всей спортивной отрасли. Эта деятельность направлена на разработку и апробацию новых спортивных технологий, методик и ориентирована на совершенствование научно-методического, организационного, правового, финансового, кадрового, материально-технического и иного обеспечения подготовки, в том числе спортивного резерва, согласно порядку, который прописан приказом Минспорта России за номером 914 от 30 сентября 2015 года. Четвертый слайд. Координационная группа Минспорта России по экспериментальной инновационной деятельности в области физической культуры и спорта утвердила перечень приоритетных направлений государственной политики для дальнейшего развития, которых требуется осуществление экспериментальной инновационной деятельности. Как мы видим, здесь все составляющие спорта, физической культуры и спорта в целом, они отражены в 7 направлениях. Это, безусловно, развитие физкультуры и массового спорта, это вопросы физического воспитания различных категорий и групп населения с акцентом на развитие этого направления в сельской местности, совершенствование комплекса ГТО, развитие спорта высших достижений, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Очень серьезное внимание должно быть уделено развитию адаптивной физической культуры и спорта и инфраструктурные преобразования, которые помогут решать задачи с вовлечением людей разных категорий и в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Пользуясь возможностью широкой аудитории на необходимость развития всех приоритетных направлений, обращаю внимание, чтобы целый пласт условий, которые необходимо создавать в регионах, он может быть создан только при условии, на мой взгляд, всех этих перечисленных направлений. Если этого не делать, то будет не очень серьезный, не такой уж и большой импульс, так сказать. Федеральный центр подготовки спортивного резерва, как признанная экспертная организация, придерживаясь принципов научной и проектной деятельности, опираясь на комплексную экспертизу проектов, осуществляет консультационно-методическое сопровождение всех федеральных площадок по приоритетному направлению совершенствования системы подготовки спортивного резерва. Хочу отметить, что данным приказом, который был вам представлен, установлено, что все заявки подаются через наш центр по любому из направлений. Хотя, как уже повторюсь, организация является утвержденной организацией. На 1 декабря 2020 года действует 21 федеральная экспериментальная площадка, из которых 17 площадок реализуют проекты по направлению, связанных со спортивным резервом. Из 17 ФЭП, которые по спортивному резерву, если вы будете кликать
там будут выскакивать звездочки, которые будут отражать количество утвержденных проектов с 2016 года. Например, в 2016 году было утверждено 7 площадок. Пробел нажмите. Нажмите пробелы, чтобы показать количество. Вот они вылетают. В 2016 году 7 площадок, 2 площадки в 2017 году, 3 в 2018, 4 площадки были утверждены в 2019 году, и 1 площадка в 2020 году. Сразу скажу, что в условиях таких всемирных ограничений активность во многих сферах действительно заметно понизилась. И вчера буквально мы участвовали в работе 4-й Всероссийской конференции с международным участием на базе Центра спортивных инновационных технологий Москомспорта. Это одна из крупнейших площадок по спортивной науке, где представители разных стран, включая Америку, Канаду, Германию, Словакию, Болгарию и другие государства, обменивались своими наработками в условиях пандемии. И действительно, это еще один, так сказать, современный вызов нашей жизни в целом. И, конечно, факультет физической культуры, спорта и туризма, безусловно, может влиять на эти процессы с точки зрения, как себя, как жить в этой ситуации, как развиваться, как не замкнуться. И конференции, которые сегодня мы участвуем, действительно показывают, что факультет имеет очень хорошие ресурсы. Дай бог, чтобы они дальше развивались. Вот несмотря на эти вызовы, 4 проекта федеральных площадок мы будем рассматривать буквально через неделю. Это площадки, 1 площадка из Москвы, 1 площадка по боксу из Кемерово, 1 площадка из Самарского университета, училища Олимпийского резерва с очень интересным проектом по физиологическому аватару. И проект, связанный с цифровизацией научно-методического обеспечения, который готовит Воронежский центр спортивной подготовки. Реализация проекта федеральных экспериментальных площадок действительно раскрывает потенциальные возможности регионов, профессиональные интересы специалистов и способности организаторов к такому разнообразному, кластерному и межведомственному взаимодействию по широкому кругу вопросов. Так, проекты по теме совершенствования подготовки спортивного резерва апробируются по следующим видам спорта. По волейболу. На базе волейбольного клуба Воденцова, Московской области. Кстати, куратором проекта является Алексеев Сергей Владимирович, который работал главным тренером нашей волейбольной команды Хара-Марин, когда она вышла в Суперлигу. Наша встреча на одной из конференций, которую мы проводили в Чайковском, была очень такой интересный, с воспоминаниями о прекрасном городе Улан-Удэ. По велоспорту реализуется проект в Омске на базе одного из самых современных велотреков нашей страны. По футболу реализуется проект в Волгограде на базе общества с ограниченной ответственностью «Роторбаза». По теннису реализуется проект, связанный с развитием игры парных и смешанных составах на базе Академии тенниса имени Николая Озерова в Рязани.
По лыжным гонкам и биатлону реализуется проект на базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Луизы Носковой в Тюмени. По женской спортивной борьбе реализуется проект на базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева в Красноярске. По прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, значит, данный проект реализуется в Пермском крае на базе Чайковского института физической культуры, где буквально в сентябре месяце мы провели, на мой взгляд, одну из лучших конференций, связанных с экспериментальной инновационной деятельностью. И значит, она была в офлайн режиме, а в онлайн режиме было, на мой взгляд, очень серьезное количество просмотров как на Ютубе, так и в Зуме. Около 8 тысяч участников было. Проблематика спортивной ориентации, спортивного отбора занимается проектом в Республике Башкортостан, в Республике Саха-Якутия, в училищах города Ростов, в Стрелском училище Олимпийского резерва и в Уре города Броницы. Значит, а также очень широкий такой проект, масштабный проект. Это, значит, проект автономной некоммерческой организации «Стань чемпионом». Вопросам спортивной психологии в единоборствах посвящена тема проекта на базе муниципальной спортивной школы. Это единственная муниципальная спортивная школа, которая является ответственной организацией по федеральной площадке. Это спортивная школа Олимпийского резерва «Вымпел» из города Калуга. Комитетом по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга, значит, используя статус федеральной экспериментальной площадки, значит, решаются вопросы организационного, научно-методического и финансового обеспечения системы подготовки спортивного резерва всего города федерального значения. Очень приятно отметить, что вторая площадка Республики Саха-Якутия одной из первых заложила перспективные основы цифровизации региональной системы подготовки спортивного резерва и с 2021 года рассчитывает на серьезную поддержку своего проекта из республиканского бюджета. Следующий слайд. В совокупности в реализацию 17 проектов, я говорю о проектах, которые, значит, мы курируем по теме подготовки спортивного резерва как экспертная организация. В качестве ответственных организаций и на основании соглашения о взаимодействии вовлечено 4 органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, то есть сами органы исполнительной власти регионов, такие как Башкортостан, Омск, Пермский край и Санкт-Петербург, являются ответственными исполнителями по федеральной площадке. 7 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, значит, это спортивная школа Олимпийского резерва, значит, ЦСП, значит, из Московской области, Рязани, Тюмени, Калужской области, Саха-Якутии и Красноярского края. 2 научных организации, это наш центральный НИИФ и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, также являются ответственными исполнителями по некоторым проектам. В орбиту, значит, реализации проекта вовлечено 7 вузов страны. Это МГУ имени Ломоносова, Чайковский институт физкультуры, Тюменский госуниверситет, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма, КСАЛИФ, значит, университет имени Резговта, очень активен Сибирский государственный университет физической культуры и спорта и Московская государственная академия физической культуры. То есть, на мой взгляд, здесь есть очень большой ресурс, в том числе и ресурс Сибирского государственного университета, который может быть востребован и должен быть востребован в этой деятельности, в этом виде. Значит, как уже было указано, что 3 училища Олимпийского резерва, Ростова, Смоленска и Броницы,
И, значит, ответственным исполнителем по одному из проектов является Общероссийская федерация, это Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Одно общество с ограниченной ответственностью, значит, это из Волгограда, Роторбаза, и самое большое количество, значит, ответственных исполнителей, значит, в числе групп организаций, которые реализуют проект, являются 13 некоммерческих общественных организаций. Эту цифру я тоже, значит, подкреплю, значит, почему так происходит. Активно поддерживают реализацию проектов общероссийские и региональные федерации по велосипедному спорту, по спортивной борьбе, федерации дзюдо, теннису, гребному спорту, биатлону. Вот в новых проектах, которые задействованы, будут рассматриваться, активно позиционирует себя Федерация бокса России. Экспертиза отчетов реализации проектов федеральных площадок за 2019 год, а это у нас ежедневные, согласно утвержденному порядку, проводятся, значит, годовые отчеты. Значит, наш центр эту работу проводит ежегодно. Позволило сделать основной вывод о том, что практически все федеральные площадки реализуют свои проекты в соответствии с утвержденными планами и программами, демонстрируют высокую заинтересованность и ответственность в решении поставленных задач. 7-й слайд. Следующий слайд. Нужно отметить важность участия федеральных площадок в различных конференциях, где их представители регулярно докладывают о своих результатах профессиональному сообществу. Так, за период 2016 года, предыдущий слайд верните. Значит, нет, следующий. Просто публикационная активность слайда. Нет, дальше. Следующий слайд. Вот этот слайд. Нет. Слайд номер 7. Нет. Слайд номер 7. О публикационной активности. Просто заставка публикационной активности. Ее найдите и поставьте. Предыдущий, да. Вот этот слайд. За период 2016 по сентябрь 2020 года по тематике экспериментальной инновационной деятельности в области физической культуры было проведено 2 всероссийских научно-практических конференции. Это мы в прошлом году провели в городе Омске, в этом году мы провели в Чайковском, а в предыдущем, в 2018 году провели всероссийский семинар совещания в Ижевске, в Удмуртии, значит, где было и всего опубликовано более 300 научно-методических работ. Сразу скажу, что на выходе каждого проекта должно быть что-то, чем, значит, данная площадка может поделиться по завершению или по, значит, текущим результатам, чем она может поделиться со всей страной. Так вот, 2 методические разработки Центра спортивной подготовки Московской области из Одинцова, которые связаны с волейболом, решением координационной группы были направлены в субъекты Российской Федерации для инновационного внедрения. Там были материалы по уроку физкультуры на базе, значит, вида спорта волейбол и, значит, программа повышения квалификации учителей и тренеров по волейболу. Безусловно, в этом году у нас 5 федеральных площадок завершают свою деятельность. Они вели ее с 2016 года, и надеемся, что на выходе мы получим хорошие результаты, которые могут быть использованы в работе во всех субъектах Российской Федерации.
Лидерами по количеству печатных работ по темам своих проектов является Чайковский институт физической культуры. Очень высокую активность поддерживают наши коллеги из Якутии. Это Чероптинская школа-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. Это региональный центр подготовки спортивного резерва города Якутска и, значит, Министерство спорта Омской области. Но здесь, безусловно, значит, данное лидерство своеобразное поддерживает именно благодаря, значит, ученым из Сибирского университета физической культуры и спорта. Хотелось бы отметить, что есть некоторая, значит, неактивность, что ли, в этом вопросе. Вот, например, федеральная экспериментальная площадка в Волгограде и за минимальное количество, и это свидетельствует о некоторых проблемных вопросах, и они действительно имеются, когда работая, реализуя проекты, значит, не могут достойно представить свои результаты. Это тоже не совсем верно. Думаю, что буквально этому вопросу сейчас будет уделено более высокое внимание. Также необходимо подчеркнуть, что вся актуальная информация о деятельности федеральных экспериментальных площадок поддерживается на сайте нашего центра в разделе значит, методический центр экспериментальной инновационной деятельности. Там вы можете найти всю информацию о действующих федеральных экспериментальных площадках, начиная от заявки, планов, программ, значит, самого проекта и рубрику, раздел, где мы размещаем видео-фотоматериалы по, значит, текущей деятельности проекта. Безусловно, мы отследили, чтобы все ответственные исполнители имели полную информацию на сайте своих организаций. Важнейшее внимание уделяется, безусловно, финансовому обеспечению проектов федеральных площадок, которые являются ключевым, наверное. Опыт федеральных площадок показывает использование разных источников поддержки из региональных бюджетов, собственных ресурсов до частных инвестиций. Следующий слайд. Мы, конечно, можем поделиться информацией о том, как разные федеральные площадки подходят к тому, чтобы финансово обеспечить реализацию своих проектов. У разных проектов это получается по-разному. Каждый идет своим путем. К сожалению, наверное, все-таки, на мой взгляд, федеральная площадка должна иметь какую-то федеральную поддержку прямую в виде субсидий. Но пока, значит, по результатам таких предложений на форуме «Россия спортивная держава» в 2018 году в Ульяновске, значит, все площадки говорили об этом, и, значит, Минспорт России вот провел такое постановление правительства Российской Федерации от 14 января 2019 года за номером 4, где появилась возможность предоставления субсидий из федерального бюджета в виде грантов, значит, некоммерческими организациями. Вот и это есть ответ на то, что в составе группы организаций по федеральным проектам включаются некоммерческие организации, которые имеют возможность по данному постановлению финансироваться, значит, и участвовать в грантах, и получать грантовую поддержку. Вот это позволило действительно увеличить консолидированный бюджет проектов. Если
В 2019 году, после того, как только вышел это постановление, 6 проектов получили поддержку на сумму около 12 миллионов рублей, то в 2020 году эта сумма составила уже около 28 миллионов рублей. Значит, это, на мой взгляд, все-таки не совсем большая, но очень такая ценная поддержка реализации проекта. В целом отрасль физической культуры и спорта должна иметь инновационную инфраструктуру и свое представительство в формате федеральных площадок, как минимум, ну и, безусловно, развивать региональные экспериментальные площадки во всех субъектах Российской Федерации. В формате площадок напрямую или через соглашение вовлечено всего 31 регион. То есть 54 субъекта Российской Федерации пока не участвуют, значит, в этом важном для отрасли процессе. К сожалению, Бурятия в этом числе. Актуальными для дальнейшего совершенствования остаются различные компоненты системы спортивной подготовки, например, управление процессом на всех этапах спортивной подготовки, система отбора и спортивной ориентации с использованием медико-биологических, физиологических, функциональных и психологических методов исследований, тренировочная деятельность в соответствии с сенситивными периодами, индивидуальными особенностями спортсменов, соревновательная деятельность и другое. То есть, как мы видим, что спектр интересов достаточно широк, и каждый ученый, каждый специалист, который желает участвовать в этом процессе, найдет достойное применение. Учредители и организации, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, должны обеспечить условия, в которых спортсмены будут показывать лучшие результаты с учетом индивидуальных особенностей на всех этапах спортивной подготовки. Следующий слайд. Вместе с тем, в большинстве субъектов Российской Федерации этот вопрос остается нерешенным. То есть вопрос о полноценной реализации своих полномочий в соответствии с федеральным законом о физической культуре и спорте, значит, о создании условий для осуществления этой деятельности, значит, и внедрения достигнутых результатов в практику, пока, значит, действительно находится. Здесь еще предстоит сделать очень много работы. Всем известно, что погружение в процесс подготовки и реализацию проектов, значит, федеральных экспериментальных площадок требует от специалистов высокой отдачи, а статус федеральной площадки диктует уровень ответственности перед всей страной за достоверность получаемых данных, требует обоснованной научной интерпретации и корректного преобразования в методические разработки. И здесь вот роль высших учебных заведений, ученых, специалистов очень велика, и она должна быть обязательной. Значит, хотелось бы обратить внимание на то, что федеральные экспериментальные площадки и региональные экспериментальные площадки, как научные спортивные кластеры, повышают эффективность своей реализации своих проектов за счет объединения ресурсных возможностей заинтересованных организаций, а это могут быть разные организации в одном проекте. Например, в Пермском крае у нас в группе организаций прописано 7 организаций ответственных. Значит, допустим, «Стань чемпионом» реализует проекты, значит, в 8 городах разных федеральных округах. Спортивная школа Олимпийского резерва из Красноярска объединяет в своем проекте субъекты всех регионов Сибирского федерального округа и несколько регионов Дальневосточного федерального округа. Также ФЭП повышает свою эффективность за счет формирования активной социальной среды и доверительных отношений ее участников, что немаловажно.
создание коммуникационных сетей, позволяющих развивать оперативное взаимодействие с использованием современных технологий, полноценной общественной и профессиональной экспертизы проектов. Поэтому, дорогие друзья, разрешите следующий слайд прокомментировать те выводы, которые мы можем обратить, на которые можно и нужно обратить внимание участников конференции. Поступательное расширение инновационной инфраструктуры в области физкультуры и спорта в субъектах Российской Федерации возможно только при условии полноценной реализации региональных полномочий. В этом плане органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны выполнить свою миссию, и чтобы условия, которые должны получить ученые, специалисты, должны иметь полноценные ресурсы для реализации идей своих. Уровень притязаний и ожиданий от реализации проектов предполагает использование научных подходов и общественной экспертизы. Я уже говорил о том, что очень важно вовлекать потенциал вузов, специалистов, специализированных учебных подразделений, высших учебных заведений, и потому как обоснование проектов, далее консультационно-методическое сопровождение проектов должно обеспечиваться специалистами, которые связаны с наукой в полной мере. И, безусловно, мы хотим сказать о том, что экспериментально-инновационная деятельность в формате федеральных экспериментальных площадок с использованием надежных научных методов, критерий, а также возможность межведомственного взаимодействия на кластерной основе является залогом стабильного совершенствования спортивной подготовки в Российской Федерации. Благодарю за внимание. Я свой доклад окончил. И, в свою очередь, хотелось бы пожелать, чтобы участники конференции, которые слушают, являются участниками конференции в Бурятском государственном университете, проявили интерес и смогли реализовать свой потенциал с очень удобным и эффективным инструментом в формате федеральных экспериментальных площадок. Это очень интересный формат, который дает возможность на выходе готовить защиту как минимум кандидатских и докторских диссертаций. То есть, объединив усилия, вы решаете проблемы не только личностного роста, но и решаете вопросы такого полноценного научного обоснования идеи, которые возникли у коллектива единомышленников. Спасибо. Спасибо, Баир Намдакович, за интересный, исчерпывающий доклад. Я хочу сказать, что участники могут задавать вопросы в рамках научной дискуссии, и также есть возможность писать вопросы в чате, а мы потом их озвучим. Вот, Баир Намдакович, увидев карту Российской Федерации со звездочками, нам бы очень хотелось, чтобы появилась большая звезда где-то рядом с Байкалом. То есть мы бы хотели стать ведущим драйвером развития экспериментальных площадок на Дальнем Востоке. И хотелось бы знать, какие вот требования и критериями для того, чтобы вуз мог осуществлять определенную работу по экспериментальной и инновационной деятельности. Ну, Анна Владимировна, факультет физической культуры и спорта и туризма Бурятского государственного университета, как никакая другая организация, имеет возможности вот такого получения полной информации в любое время дня и ночи. Хорошо, мы тогда к вам обратимся и подробно узнаем, проконсультируемся. Конечно, я буду с большим удовольствием содействовать этому процессу, но вы сами понимаете, что звезды просто так не загораются там.
Но, с другой стороны, если это кому-то нужно. Да, безусловно, и это должно быть кому-то нужно. Иначе зачем все это? Коллеги, вопросы будут? Спасибо большое, Баир Намдакович. Анна Владимировна, Ирина Ивановна, Яна Николаевна, я очень рад видеть вас вместе всех в хорошем кабинете в центре столицы Республики Бурятия. Пожелать вам здоровья, берегите себя, берегите своих родных и близких. Ну и, безусловно, чтобы полноценный учебный тренировочный процесс возобновился в скором времени. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Следующий докладчик Аксенов Максим Олегович, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории физической культуры, Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова, Российский экономический университет. Ассистирует ему студентка бакалавриата Котова Мария Вадимовна. Они выступят с докладом «Мета-анализ гена миостатин». Уважаемые коллеги, добрый день. Видно, слышно, да? Да, Максим Олегович. Ну, прежде всего, я бы хотел, конечно же, поздравить наш любимый родной факультет физической культуры, спорта и туризма с 60-летним юбилеем. Пожелать успехов в научной работе, успехов в спортивной деятельности, успехов, наверное, в творческой деятельности, хороших студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов. Всего-всего самого наилучшего. Мы подготовили очень интересную работу, связанную с метаанализом одной из очень редких мутаций гена миостатина. И наша студентка Мария Котова сейчас делает доклад, но я буду на связи, если какие-то вопросы возникнут там или уточнения. В принципе, доклад мы можем организовать в виде такого обсуждения. Вот в конце, если у кого-то появятся вопросы, конечно, мы с удовольствием ответим. Но основную часть работы, я сразу скажу, выполняла Мария, ну, наверное, 90% работы она выполнила самостоятельно. Поэтому давайте послушаем ее, как вот шла сама работа и каких результатов нам удалось достичь. Маша, давайте включите презентацию. Так, вот презентация, все видно, слышно, да? Да, все отлично. Отлично. Так, ну, здравствуйте, уважаемые гости конференции, участники конференции. Позвольте представить нам доклад на тему метаанализ гена миостатина полиморфизма К153R. Актуальность данной работы. Мы исследовали данную тему, поскольку она представляла собой большой интерес не только с точки зрения биомедицины, но и с точки зрения спортивного отбора. Исследуя влияние гена миостатина и, в частности, полиморфизма К153R на мышечную массу и силу, мы будем иметь возможность определять предрасположенность людей к силовым видам спорта, что позволит в раннем возрасте выбирать подходящий вид спорта для детей. Также методы генной терапии при условии их безопасности могут помочь людям с мышечной атрофией и дистрофией. В разных национальностях встречаемость полиморфизма различна, в связи с чем можно проводить сравнительные исследования данного полиморфизма. Но сейчас будет немного общей информации. За последние несколько лет был выявлен повышенный интерес к миостатину, белку, ингибирующему рост и дифференцировку мышечной ткани. Данный белок кодируется геном МСТН, миостатин, также называемым фактором дифференцировки роста 8, или же ГДФ-8, и является негативным регулятором роста мышечной массы. Миостатин был открыт в 1997 году посредством генной инженерии с помощью метода генного нокаута генетиками Си Джин Ли и Александрой Макферрон в университете имени Джона Хопкинса. В ходе тех экспериментов были выведены мыши, гомозиготные по нокауту гена фактора дифференцировки роста 8, ГДФ-8, имевшие более чем двукратное увеличение массы скелетных мышц.
было выявлено, что белок ГД8 ингибирует рост и развитие мышечной ткани у ряда позвоночных животных, включая человека, и в результате чего он получил название миостатин. В тканях животных миостатин экспрессируется преимущественно в клетках скелетных мышц и в меньшей степени в жировой и миокардиальной тканях. Кроме того, миостатин был обнаружен в кровотоке, и хотя его функциональные последствия циркуляции еще исследуются учеными, предполагается, что данный белок может действовать в качестве гормонального сигнала. При его отключении происходит резкое увеличение мышечной массы без соответствующего увеличения количества жировой ткани. У взрослых особей при силовых нагрузках миостатин также принимает участие в адаптации скелетных мышц и сухожилий к нагрузке, поскольку способствует их ремоделированию. Ген миостатина состоит из 3 экзонов и 376 аминокислотных остатков. Он имеет более 260 полиморфизмов, то есть разнообразных вариантов структур, а мутации в данном гене способны привести либо к выраженной гиперплазии и гипертрофии мышц с увеличением их силы путем отключения экспрессии данного гена, либо к мышечной атрофии из-за его повышенной активности и соответствующему снижению силовых показателей. В результате исследований были выявлены несколько полиморфизмов и мутаций гена миостатина с различными функциональными изменениями. Аминокислотная замена К153Р была обнаружена в активном зрелом пептиде белка миостатина. В теории она может влиять на протеолитический процессинг с помощью своего пропептида, что в результате приводит к пролиферации миобластов и дифференцировке мышечной ткани. Она имеет главный аллель К и минорный аллель R. Частота мутантного аллеля R составляет около 3-4% среди европеоидов, а частота мутантных гомозигот RR встречается менее 1%. Такая низкая аллельная частота ограничивает возможность изучения больших групп людей, имеющих вариант аллеля R. На сегодняшний день опубликованные данные о полиморфизме миостатин К153Р и фенотипах мышц человека дали противоречивые результаты, частично связанные с межэтническими и гендерными различиями. Однако известно, что полиморфизм К153Р, также известный под номером RS180-50-86, может влиять на фенотип мышц у пожилых людей, а также он связан с силовыми показателями и производством пиковой мощности во время мышечных сокращений как у спортсменов силовых и скоростно-силовых видов спорта, так и у молодых людей, не занимающихся спортом. Метаанализ. Метаанализ – это статистический метод объединения результатов более чем одного исследования. Преимущества метаанализа наиболее очевидны в тех случаях, когда результаты индивидуальных исследований противоречат друг другу или же размер каждого исследования слишком мал, а организация широкомасштабного исследования слишком затратна. Но мы знаем, что исследования именно генов и генотипов крайне затратны с точки зрения бюджета. Собственно, поэтому исследований, в принципе, по генотипу, в особенности по этому полиморфизму, было очень мало. Метаанализ используется для возможности оценить различия между исследованиями и обобщить их результаты, для сравнения результатов данного исследования с другими работами или же для генерирования новых гипотез. Целью нашего исследования стало проведение метаанализа полиморфизма К153Р, имеющего номер RS180-50-86, гена миостатина. Работа была начата с поиска необходимой литературы в интернет-источниках. Для этого были использованы такие ресурсы, как текстовая база данных по биомедицине PubMed, интернет-платформа Web of Science, поисковая система Google Scholar, Академия Google, российская научная электронная библиотека eLibrary и система управления библиографической информацией EndNote. Поиск осуществлялся по ключевым словам, таким как миостатин, МСТН, К153Р, ГД8, РС180-50-86, метаанализ, полиморфизм. В результате данного поиска были выбраны статьи, включающие в себя исследование влияния миостатина и его полиморфизма на мышечную массу и силу. Затем полученные статьи были экспортированы в систему управления библиографической информацией EndNote
где были проанализированы научным руководителем. Полученные данные из статей мы вставили в программу для мета-анализа Review Manager, или же RefMan, и получили результаты. Обратите, пожалуйста, внимание на приведенную сводную таблицу по анализам 3 исследований 1999 года, 2015 года и 2020. В первом исследовании были проанализированы 189 человек из европеоидной и афроамериканской популяции. Тогда было установлено, что аллельный вариант К153R может изменять функцию продукта гена миостатина и распределение питательных веществ у индивидуумов, гетерозиготных или гомозиготных по вариантному аллелю. Также было выдвинуто предположение о влиянии полиморфизма К153R на функцию миостатина, в частности, о его влиянии на увеличение мышечной массы в ответ на силовые тренировки. В исследовании 2015 года были проанализированы 150 человек, среди которых были 50 спортсменов мирового уровня, занимающих призовые места на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских игр, и 100 спортсменов более низкой квалификации. Проведенное исследование продемонстрировало довольно ложноположительные данные, поскольку было выявлено отсутствие прямой связи между вариантом гена миостатина К153R и успешными результатами у спортсменов мировой элиты и контрольной группы, однако оно не исключало само положительное влияние полиморфизма на мышечную массу и силу. В исследовании, проведенном в 2020 году, приняли участие 79 добровольцев, включающих в себя 45 армрестлеров национального и любительского уровня и 34 человека, ведущих малоподвижный образ жизни. Результаты тех исследований показали наличие связи между полиморфизмом миостатина К153R и мышечной массой и силы у всех испытуемых обеих групп, как у профессиональных спортсменов, так и у неспортсменов. Мета-анализ по odds-ratio показал значение в 3,10. Смещение показателей произошло от единицы вправо, что свидетельствует о наличии предпосылки к положительной связи между мышечной массой и силой у испытуемых. Собственно, здесь показан наш мета-анализ. Статистическая значимость определялась по критерию χ квадрат равным 2,5, в результате чего был получен уровень статистической значимости p равный 0,29. То есть на сегодня положительная связь прослеживается, однако пока не в пределах допустимой ошибки, поэтому требуется более глубокое и точное исследование с большим количеством испытуемых. На основании проведенного нами исследования были сделаны следующие выводы. Данная тема крайне интересна, однако по ней встречается крайне мало научных публикаций, что в принципе затрудняет исследовательскую работу в данном направлении. Встречаемость минорного аллеля R можно считать мутацией, поскольку его встречаемость составляет меньше 6%. И с помощью мета-анализа была выявлена предварительная связь при уровне значимости p равном 0,29. Поэтому для более точных данных требуется большее количество исследований. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. В чате есть вопросы? Вопросов в чате нет. Ирина Ивановна. Спасибо большое, очень интересный доклад. Спасибо. Максим Олегович, спасибо. Да, большое спасибо. Ну, как вы видите, вот Мария проанализировала 3 работы, хотя вот если более детально посмотреть, то можно, может быть, еще какие-то найти публикации, связанные с миостатином. Ну, в целом, вот я считаю, что на уровне студентов работа, связанная с мета-анализом, достаточно хорошая работа проведена. Да, чувствуется очень хороший анализ. Квадрат, частотный анализ. Отношение odds ratio, это что, отношение шансов, по-моему, да? Да, да. Так. Ну, если нет вопросов, спасибо, коллеги. Уважаемые коллеги, если позволите, я бы хотел небольшой вопрос задать. Да, конечно.
Власенко Павел, всем добрый день, тренер Центра спортивной подготовки сборных команд Сахалинской области. Я бы хотел уточнить, данная работа, как я понял, направлена на спортивный отбор, верно? Мария, вы ответите или мне ответить? Так, ну, в принципе, могу я ответить. Да, в первую очередь данная работа направлена на улучшение качества спортивного отбора. То есть, если мы выявим реальную связь между полиморфизмом К153Р на мышечную силу и массу, и с помощью этого будем определять генотипы, то тогда с раннего возраста мы будем знать, сможет ли ребенок достичь успехов, например, в силовых видах спорта. Понятно. Дело в том, что в последние годы большинство работ и исследований по спортивному отбору направлены как раз больше на исследование антропологических и физиологических показателей детей. И дело в том, что, на мой взгляд, как раз-таки из-за этих работ исследователи, на мой взгляд, немного забывают о том, что физическая культура и спорт были придуманы для развития детей и для развития, ну, взрослых в том числе, а не дети. То есть сейчас складывается, на мой взгляд, такая ситуация, что дети становятся средством достижения результатов в спорте высших достижений, а дети не должны становиться средством достижения чего-либо. И происходит такая ситуация, что ребенок, когда приходит в спортивную секцию, ему, допустим, тренер говорит, что ты слишком короткий, например, если он пришел играть в баскетбол, или слишком большой, если он хочет заниматься спортивной гимнастикой, а у него физиологические показатели, ну, он, допустим, избыточная масса тела есть. Как вы считаете, вот в начальном спортивном отборе все-таки что должно быть преобладающим? Внутренняя устойчивая мотивация ребенка к виду деятельности спортивной или все-таки антропологические показатели? И Я физиологические? считаю, да, спасибо, пожалуйста, спасибо за вопрос. Я считаю, что это должно быть 50 на 50. То есть никто не отменял того факта, что если ребенок будет одарен изначально, то есть с генетической точки зрения, никто не отменял того факта, что у него не будет каких-то особенных волевых качеств. То есть дети, даже якобы не предрасположенные особо к данному виду спорта, но если у них сходные антропометрические данные, если у них есть достаточно хорошо развитые волевые качества, то я не считаю, что они не смогут добиться больших успехов. То есть важно все и генетика, и антропометрические данные, и волевые показатели ребенка. То есть, если ребенок не обладает с точки зрения антропологии и физиологии оптимальными показателями для данного вида спорта, но при этом у него есть устойчивая внутренняя мотивация и интерес именно к этому виду спортивной деятельности, то он может добиться высоких результатов в этом виде спорта. Да, это все история исключений. Хорошо, большое спасибо. Я немножко как Спасибо большое за руководитель, вопросы. уточнить можно, да? Как руководитель. Смотрите, здесь речь идет о прогнозировании. И, по сути дела, вот методы, которые определяют предрасположенность человека к определенной деятельности, они своего рода говорят, какой ценой будет достигнут результат. Имея выраженную предрасположенность к определенной деятельности, человек достигнет какого-то результата, потратив на это меньшее количество сил. Но если человек не имеет такой предрасположенности, он может достичь того же самого результата, но он может потратить при этом гораздо больше сил. Поэтому наличие определенных генетических задатков, антропометрических, как вы говорите, или на уровне молекулярных маркеров, это всего лишь прогноз о том, каким усилием человек достигнет определенного результата. Достигнуть его может в любом случае, имея и не имея этих задатков. Но цена вопроса будет разная в этом случае. Вот такое уточнение небольшое. Спасибо. Вопрос можно еще один? Да, конечно. Я Максим Олегович приветствую и приветствую докладчика Мария. Бородин Петр Ильич, Хабаровск, медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет. Вопрос докладчику. Но у меня как бы 3 подвопроса. Много времени постараюсь не забрать. Первый вопрос. Меня интересует, на каких этапах исследования больше всего было сложностей. Второй вопрос. Хотелось бы
конкретики именно по Web of Science, какие журналы, научные труды, можно сказать, журналы использовались, да? И третий вопрос, мне так полагается, что данную работу можно дальше над ней работать, и это выльется, скорее всего, я так понимаю, в хорошую магистерскую диссертацию, а может, в принципе, и дальше продолжать. Да, большое спасибо за вопрос. Я постараюсь на них ответить кратко. Что касается первого вопроса, больше трудностей возникли скорее к самой программе Рефман. То есть пришлось ее освоить в первый раз, потратив на это несколько попыток, но в результате мы получили достаточно достоверные результаты. Мы увидели предпосылки к наличию связи на мышечную массу и силу. Так, второй вопрос был по самим научным работам, да, из Web of Science. Да. Там были разные журналы, если честно, мы проанализировали очень много статей. Как сейчас помню, по самому полиморфизму К153Р я нашла 7 статей. Мы их полностью проанализировали, и нам подходящими оказались 3 статьи. По самому миостатину через Web of Science и PubMed, то есть национальную биомедицинскую библиотеку Америки, по-моему, она американская. В итоге по миостатину у нас вышло, по-моему, больше 20 статей. То есть из них мы их анализировали через EndNote, мы их читали, анализировали и в итоге выбрали подходящие нам. В основном это были именно журналы по биомедицине. Насчет третьего вопроса, да, спасибо, что предполагаете, что эта работа выльется в более крупную. Да, мы так предполагаем, потому что мы увидели наличие предпосылки к связи, поэтому хотелось в будущем провести более обширные исследования, в том числе при помощи метаанализа, чтобы получить более достоверные и точные данные с большим количеством людей. Вот такие мои ответы. Я хочу пожелать вам огромного терпения, труда. Максима Олеговича лично знаю, как говорится, стальных нервов ему. И, скажем так, Бурятия для меня это моя вторая родина. Очень хотелось приехать, но в связи с не очень хорошей эпидемиологической обстановкой. Надеюсь, что в следующем году я посещу данную конференцию. Большое вам спасибо, удачи. Хорошо, спасибо большое, ждем. Спасибо, спасибо. Спасибо, коллеги. Лилия Борисовна появилась? Посмотрите. Да, Лилия Борисовна на связи, по-моему. Приглашаем выступить с докладом Андрющенко Лилия Борисовна. Мы очень рады вас приветствовать. Вновь, Лилия Борисовна. Хотелось бы, конечно, увидеться воочию, как говорится, но, тем не менее, нам условия не позволяет. Андрющенко Лилия Борисовна, заведующий кафедрой физического воспитания Российского экономического университета имени Плеханова, доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада «Приоритетные направления деятельности кафедры физического воспитания Российского экономического университета имени Плеханова». Добрый день, уважаемые коллеги. Олег Максимович, подскажите мне, как мне презентацию подключить? Лилия Борисовна, вы включите презентацию на компьютере, и потом Она у меня. Демонстрацию экрана нужно нажать. Все, окей. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать на этой юбилейной конференции всех участников. И те, кто не смог сегодня подключиться, хочу сказать, это важное событие каждого университета, а в частности, это 60-летие факультета физической культуры и спорта и туризма, где я имела честь быть, работать немножечко с вами. И хочу сказать, самые лучшие впечатления у меня остались о вашем факультете. Сегодня Сейчас там, видимо, небольшие моменты, связанные с демонстрацией экрана.
ради бога, извините, я бы хотела сегодня представить работу кафедры физического воспитания Первого экономического университета имени Плеханова. Мы сейчас одна из лучших кафедр Российской Федерации, которая осуществляет реализацию национального проекта, государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Мы находимся на ключе всех новаций, которые нам предлагает Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта Российской Федерации, и стараемся в этом направлении реализовывать на нашей платформе, на базе нашего университета все эти направления, которые касаются, и я хочу перейти к презентации, немножечко сказать о нашей кафедре, и мы с вами далее, может быть, я не на правильном пути, но пока у нас результаты есть, и, конечно, цель моего доклада – это прежде всего взаимное сотрудничество с различными университетами, лабораториями и так далее по приоритетным направлениям работы нашей кафедры. Поэтому я хотела бы, вот сейчас демонстрацию экрана надо, или мне сразу уходить на слайд? Надо включить презентацию и демонстрацию экрана. Я не знаю как. Она должна спросить, что хотите демонстрировать. Что-то я никак не могу найти. Вы, ради бога, меня извините с этими перебежками. Можно сделать так, Лилия Борисовна, вы можете переслать презентацию, а организаторы конференции будут вам ее листать. А вот так. Вот загрузилось, а вот загрузилось. Вышло? Отлично. Да, отлично. Итак, я представляю, немножечко тема у меня изменилась. Итак, кафедра физического воспитания Российского экономического университета. Мы работаем с кафедрами Центра гуманитарной подготовки. Чуть-чуть слегка об истории кафедры. В 2019 году наша кафедра отметила 100-летие своего рождения, и причем это активное было развитие во все периоды. Особенно развитие студенческого спорта всегда было приоритетным. Несмотря на все исторические моменты, все-таки Российский экономический университет имени Плеханова считал, что студенческий спортивный клуб, как всегда, должен управлять развитием студенческого спорта. А что же должна делать кафедра физического воспитания в данной ситуации? Все нормативно-правовые документы, которые вышли в последнее время и направлены на развитие студенческих спортивных клубов, то в этой плоскости мы, ну, можно сказать, я приняла такое вот решение для того, чтобы прежде всего развивать потенциал молодежи в плане развития студенческого спорта. И мы выделили приоритетными направлениями работы кафедры это прежде всего учебно-научно-методическое обеспечение развития массового спорта, то есть вовлечение студентов в регулярные занятия по физической культуре и спорту в рамках реализации государственных федеральных стандартов, где мы в полной мере это обеспечим. А студенческий спорт, он должен развиваться по тем направлениям, которые на сегодняшний день есть. Это участие сборных команд в студенческих лигах. У нас очень успешно участвуют в хоккее, в футболе, в баскетболе, в волейболе. Это основные 4 лиги, где мы участвуем, и также принимаем участие в московских студенческих играх. И что же делает в этот момент кафедра? Когда я приняла кафедру, это объединенные университеты, и 2 коллектива слились в один коллектив в 2017 году, и была образована эта кафедра, которую мне дали честь возглавить. За эти 3 года что мы сделали? Вот я кратко скажу. Ну, учебная работа 100% это реализация федеральных государственных стандартов, как третьего поколения 3+, 3.2+, которые четко соответствуют
учебному плану реализации 2 дисциплин: физическая культура в объеме 72 часов и элективные дисциплины по физической культуре в объеме 328 часов. Реализуется 100% на нашей площадке. Я почему на этом акцентирую свое внимание? Если многие вузы, не многие, а именно в последние, вот в 19-м тенденция такая была, начали сокращать элективные дисциплины по физической культуре и спорту, переводить их в самостоятельную работу, соответственно, пошло сокращение кадров и так далее. Это нарушение федерального стандарта реализации всех направлений подготовки. Поэтому многие сейчас университеты, которые прошли аккредитацию в 2018 году, а сейчас выходят на новый этап аккредитации, поверьте мне, возвращают всю дисциплину назад, потому что уже есть вузы, которые отзывают свои заявления, потому что у них есть нарушение в реализации, прежде всего, дисциплин физическая культура и спорт. Поэтому приоритет – учебная работа. Второе важнейшее направление – это научная, исследовательская и научно-организационная работа. Почему я ее ставлю на вторую позицию? Это прежде всего сейчас нельзя давать новые формы, методы, средства физической культуры, потому без научного обоснования. В каком объеме надо дать, для какой категории, какие должны быть эти новые спортивные и оздоровительные технологии. Поэтому прерогатива научных исследований должна быть на втором месте. Третье – это, конечно, обобщение обобщение всего методического материала, а теперь это еще и цифровизация и перевод, конечно, всей методической литературы, которая есть, уже на другие формы ее реализации. Это прежде всего в рамках электронного и дистанционных форм обучения. Это новый совершенно контент, обучающий контент, которым должен владеть каждый педагог, особенно по нашей дисциплине. И следующая организационно-методическая воспитательная работа. Здесь, конечно, организационно-методическая работа прежде всего направлена была на создание условий для создания этих учебных материалов. Это прежде всего запись лекций, методика практических занятий и практических занятий. На сегодняшний день в РЭО Плеханова полностью подготовлен контент для электронного и дистанционного обучения. Причем, если в мае месяце, вот в условиях изоляции, мы использовали чужие ресурсы, чужие технологии, чужие видеоролики, на сегодняшний день мы это сделали сами, наши преподаватели. И мало того, что мы продолжаем эту работу и выстраиваем эту работу в правильном методическом преподнесении. То есть порядок преподавания уже этих курсов. Следующая работа, воспитательная работа, ну как любая кафедра, безусловно, мы занимаемся воспитательной работой, и она, конечно, направлена, эта работа, на формирование необходимости, крайней актуальности здоровья, здоровья и здоровья, но средствами двигательной активности. И в условиях пандемии это очень было актуально, и когда мы проводили, коль мы вот здесь, это наше сообщество, я могу сказать, что не все относятся, студенты, молодежь, к физкультуре вот так очень хорошо, и я думаю, что все проекты прекрасно работают, когда они работают на дефиците. Это маркетинговый шаг. И я сказала, читаем лекции, неделю читаем лекции, вторую читаем лекции,
а потом студенты сами запросили: дайте, мы хотим двигаться. А вот как только они сказали «дайте», мы начали давать им методика практические занятия, чуть-чуть, 15-20 минут теории, а остальное – двигательная активность. И хочу сказать, вот сегодня мы тоже проводим в дистанции занятия. У нас и на теоретических занятиях по 90-95% студентов ходят для обучения, а на практические занятия, ну, я думаю, что процент еще выше, под 100%. Все мы добились вот этой важной части вовлеченности в занятия, активными занятиями физической культуры. Конечно же, и последнее – это приносящий доход деятельность. Это не от того, что мы работаем в экономическом университете. Это деятельность, причем, хочу сказать, она для меня была в 2017 году страшноватая, потому что планы очень большие по зарабатыванию денег. А сейчас она стала интересной. И чуть позже я скажу, каким образом мы осуществляем эту деятельность. Итак, не было бы нашей деятельности, прежде всего я как руководитель кафедры заботилась о кадровом обеспечении. Кадры решают все. Именно кадры, которые способны сейчас работать в новых условиях цифровизации, в новых условиях создавать свои приоритетные технологии. С таких позиций я подбирала кадры. На сегодняшний день кафедра насчитывает официально ставок 96, вот у меня на экране 95. Средний возраст у нас уменьшается от года к году. На сегодняшний день это 42 года. Из них физических лиц работает 88 человек. Практически сейчас на полную ставку и на полторы ставки у меня работают преподаватели, это 90%, и 7 человек у нас только внешних совместителей. При этом, если внешний совместитель очень хорошо работает, мы отслеживаем его деятельность, то мы ему предлагаем участвовать в конкурсе, и он входит в наш большой коллектив. И мы, конечно, заботимся о остепененности кафедры, то есть об ученых, которые к нам придут, и о том кадровом потенциале, который на сегодняшний момент есть. Итак, на сегодняшний день я взяла кафедру в 2017 году, то остепененность была 21%, на сегодняшний день она составляет 32%. А если с учетом еще спортивных званий, то это 68%. При этом для того, чтобы раскрывать приоритетные направления научных исследований, на кафедру привлечены для работы 4 доктора наук вместе со мной. И также 34 кандидата наук, которые на сегодняшний день работают. При этом у нас есть аспиранты 6 человек и 2 человека докторанта. Я хочу сказать, я вначале сказала, что кафедра на сегодняшний день по своему качественному составу преподавателей равных в Российской Федерации на сегодняшний момент нет. И мы готовы решать очень высокие задачи нашей государственной политики. Прежде всего, это реализация национальных проектов «Спорт. Норма жизни». Итак, для информации, наши студенты только на одной площадке занимаются сейчас уже около 11 тысяч человек. Они дифференцированы у нас на 4 отделения. На основное отделение, спортивное отделение, специальное медицинское отделение и лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. При этом количество последней категории лиц у нас понемножечку, но с каждым годом прибывает. Все условия для занятий с этой категорией лиц в университете обеспечены и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Вот эта вкладочка, наша материально-техническая база. Она не очень большая, но тем не менее у нас прекрасный, лучший в Москве это бойцовский зал, у нас бильярдный зал, 7 столов бильярдных, у нас хорошие, остальные все залы у нас оборудованы под фитнес-технологии.
а также для оздоровительных мероприятий у нас есть еще солевая комната. Также на нашей базе есть бассейн, 5 дорожек и тренажерный зал. Для координации работы всех этих залов очень важно было придумать какую-то систему, как бы журнал, электронный журнал, который мог бы координировать приход студентов, их аттестацию и так далее. Поэтому был создан сетевой электронный журнал по дисциплинам физическая культура отдельно и по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту. Это наша локальная электронная информационно-образовательная среда нашей кафедры. Это такое специальное организованное пространство, куда входят только преподаватели, которые ведут у нас в разных залах. И причем эта сеть внутренняя локальная завязана со всеми залами. Студент пришел в плавательный бассейн, его отмечают в этом журнале, и мы смотрим посещаемость этих занятий. Важным аспектом является это внедрение, конечно, в учебный процесс научно-методического обеспечения сопровождения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Мы в свое время приобрели программно-диагностический комплекс. И хочу вам сказать, для кафедры физического воспитания на сегодняшний день этого, я считаю, достаточно, хотя можно совершенствоваться. В каком плане? Каждый спортивный зал приобрести подобный комплекс для диагностики студентов, прежде всего, состояния здоровья. Почему я об этом говорю, что это очень важно? Порой приходят студенты, мы не знаем, с кем мы работаем, какой у них уровень здоровья и какую нагрузку на сегодняшнем занятии дать. Но хочу сказать, что в рамках дистанта у нас многие студенты приобрели браслеты, фитнес-браслеты, и мы перед началом каждого практического занятия мы проводим тестирование, ну, элементарные там, по элементарным методикам, как проба Мартине и так далее. И приучаем студентов уже комплексной своей диагностики. Им становится это интересно. Что еще у нас? При этом, как бы подытоживая вот эту часть, внедрение студентоориентированных цифровых технологий. Это является в настоящий момент приоритетным направлением, потому что еще не все студенты задействованы вот, в оценке влияния физических упражнений на эффективное физическое, прежде всего, развитие и физическое здоровье. В качестве цифровых технологий мы в дальнейшем рассматриваем это интегрированное образовательное пространство, которое построено уже на мобильных приложениях и выложенное на сайтах. Это открытые базы данных РЭО Плеханова. А в 2020 году у нас уже не планируется, а, видимо, уже будет реализовано Physical Education. Это такое мобильное приложение, которое будет выполнять простые функции. Это навигация студентов по спортивным объектам, площадки приема ГТО, места проведения соревнований, качество здоровья сбережения и здоровья формирования и мониторинг состояния физического здоровья. Может быть, мы добавим еще что-то, но это проект студенческий, и мы можем повлиять на это, но тем не менее, все-таки это идея наших студентов. Далее, научная наша деятельность осуществляется в рамках федеральных проектов в составе национальных проектов. Это направление демография, старшее поколение, укрепление общественного здоровья и спорт норма жизни. Мы в последнее время говорим только о последнем направлении спорт норма жизни, которое прежде всего включает очень для нас приоритетные, важные моменты. Это вовлечение как можно большего количества людей, занимающихся физической культурой и спортом. К 2030 году это 70% населения. И здесь кафедра физического воспитания может сыграть очень хорошую
роль, и мы уже это опробировали. Когда мы проводили в дистанте свои занятия, вместе с нашими студентами занимались и вся семья всех возрастов. Это тоже очень важно, и мы получали здесь благодарности. Это как один еще маленький ручеек в решении этой проблемы. И, конечно же, это приоритет – подготовка спортивного резерва. Это очень важно и приоритетно, и высшие учебные заведения, непрофильные, они тоже сейчас по законодательству тоже входят в систему подготовки спортивного резерва. Это очень интересное направление, и здесь у нас уже проводятся активные исследования по состоянию, по сбору и формированию базы данных, новые базы данных на основе психофизиологического подхода с применением, стараемся, цифровых технологий, с компанией OneTrack, это фитнес-браслеты, на основе аппаратно-диагностического комплекса, который у нас есть, мы собираем новые базы данных по состоянию здоровья. Много еще направлений сейчас есть, идей есть именно состыковать подготовку спортивного резерва. Это прежде всего, я уже повторяюсь, это сбор базы данных, раз. Второе, усилить эти базы данных генетическими исследованиями на предмет быстро и медленно тренируемых людей. Это идея Максима Олеговича Аксенова, который в этом направлении активизирует работу. И, конечно, Ахметов Ильдус Ильясович, который является научным сотрудником нашей кафедры. Это тоже впервые вообще на кафедру физического воспитания привлечены такие ведущие ученые с мировым именем. Поэтому у нас есть идеи в этом направлении, и мы продвигаемся. Причем запрос Министерства образования и науки буквально на днях был о создании лабораторий по генетике, и мы тоже подали свою заявку на создание лабораторий по спортивной генетике. Дальше в этом направлении работаем. Следующее направление в этой части – это, конечно, формирование антидопинговой культуры в Российской Федерации, в частности, лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 3 года мы в рамках совместной деятельности с РУСАДА, мы заключили с ними договор и занимаемся образованием в рамках антидопинговой культуры. Мы читаем курс лекций в этом направлении. Все студенты после курса лекций проходят тестирование на сайте РУСАДА, и мы получаем хорошие результаты. В чем результат? Интерес студентов к этой теме, потому что допинг, антидопинговая политика, она интересна всем на сегодняшний день. А вы видели цифру: 10, почти 11 тысяч студентов знают эту проблему. Они правильно ориентируются в этой проблеме. И, конечно же, следующее направление – это педагогическая часть. На основе новых данных о состоянии здоровья необходимо формировать новые методики проведения учебных занятий для всех категорий студентов. При этом все режимы работы должны быть скорректированы. Но хочу сказать, на сегодняшний день мы все равно работаем на старых методиках, но контингент у нас пришел студентов совершенно отличающихся от тех данных по состоянию здоровья, которые были 10-20 лет назад. А пользуемся мы методиками именно того периода времени. Вот теперь я снизу поднимаюсь, и, конечно, в этом направлении
Очень интересная работа на сегодняшний день уже началась у нас в Федерации хоккея по подготовке спортивного резерва и с футболом. Начинаем мы заключать договор с баскетболом, и в перспективе, если мы соберем все свои силы и, конечно же, сделать инновационную площадку. Это очень интересно, когда идет коллаборация ученых, а сейчас уже тренеры сами сделали запрос. Нам нужны данные для управления спортивной подготовкой. А нам нужны данные и для управления здоровьем наших студентов. А теперь мы поднимемся чуть выше, укрепление общественного здоровья. Здесь, хочу сказать, в ВУЗе мы работаем не только со студентами, мы работаем также с учебно-вспомогательным персоналом, мы работаем с администрацией ВУЗа. Это 1500 человек, которые в нашем университете. И мы также проводим, в рамках есть московское долголетие программа, прежде всего мы изучали, у нас была программа в рамках московского долголетия, это обучить пользоваться цифровыми здоровьесберегающими браслетами. Кстати, это очень оказалось актуальным. Но не буду больше на этом моменте останавливаться. Я перехожу к следующему слайду. Это направление, ну, здесь я тоже не буду, а вот научное. В чем же у нас вышло? Мы участвуем активно во всех проектах. В 2017 году у нас была первая конференция, посвященная столетию нашей кафедры. Мы ее хотели сделать тихо, получилась она международная конференция, и приняли участие с докладами. В общем, сборник составил более 600 статей. Хочу вам сказать, что я очень рада, что наши сотрудники тоже активно вошли именно в научную деятельность. Это было тяжело раскачать коллектив, готовить публикации. Вот 16-й год. Я сейчас в нашем ВУЗе говорят только о публикациях Scopus и Web of Science. Все остальные публикации – это само собой разумеющиеся, то есть статьи ВАК, статьи общие и так далее, которые входят в РИНС. Это обязанность каждого преподавателя. А вот публикационная активность уже на международном уровне, она является супер приоритетной для нашего вуза. И вот здесь я вывела на сайт, у нас было всего 10 публикаций, это квартиль Q3. В 2017 22 публикации, благодаря журналу «Теория и практика физической культуры». В 2018 году мы уже стали публиковаться в белорусских, украинских, испанских журналах. Это уже была 31 публикация. И в 2018 году у нас появилось всего 2 публикации Web of Science, квартиль 1. А вот 2019 год у нас уже 28 таких публикаций, причем 8 публикаций у нас очень качественные, в квартире 1 и 2. И в 2020 году на сегодняшний день у нас уже 22 публикации, из них 10 публикаций, которые входят в международные базы цитирования, высококачественные, это Q1, Q2. Вот это результат того потенциала, научного потенциала, который создан на нашей кафедре. Что хочу еще, я чувствую, задерживаю я ваше внимание, хочу сказать, что мы работаем не только в рамках научных статей, мы сделали, наша кафедра стала центром коллаборации других кафедр. И у нас есть уже совместные публикации с кафедрой психологии, философии, политологии, спортивного менеджмента. И в среднем за год мы публикуем совместных около 10 статей. У нас на сегодняшний день
За 2 года издано 6 монографий, 4 учебника, причем по адаптивной физической культуре очень хороший, и 6 учебных пособий. И также мы участвуем в подготовке аспирантов. Вот 2 защиты в 2019 году было в Чайковском госуниверситете. Сейчас ждем защиты других наших руководителей. Грантовая политика. Вот интерес к этой деятельности был проявлен прежде всего, потому что на кафедру ставится еще план не только публикационной активности, но и зарабатывания денег. По внутренним ресурсам мы зарабатываем достаточно успешно, где-то около, в среднем около, в прошлом году это составило почти 10 миллионов рублей, мы заработали на внутренних ресурсах, то есть продавали свои программы, здоровье-сберегающие программы. Причем мы не подменяли образовательную деятельность, и в этих программах, как в дополнительных программах, участвовали студенты. Они посещали и занятия, и углубленно занимались по другим, особенно когда были в контакте, занимались по другим дисциплинам, в частности, по бильярду, им очень нравилось, здоровье-сберегающие технологии, это прямая спина, очень хорошо, ну, так называлась программа. Было замечательно. Но мы искали внешние ресурсы. И мы подавали на гранты Министерства спорта. В 2017 году единственный первый грант мы выиграли на 1000 рублей, на 1 миллион рублей. Мы были счастливы до безумия. Затем в 2018 году мы уже стали прибавлять и стали подавать в другие грантодатели организации. А в 2017 году уже в рамках Минспорта мы взяли в 2017, 2018 и 2019 году небольшие уже 3 гранта, но при этом это огромная работа научного коллектива кафедры по подготовке заявок. В 2018 году мы 12 заявок мы готовили, и все время второе место, второе место, второе место. И потом был прорыв. И все равно наши ученые руки не опускали. И мы продолжаем в этом направлении работать. А сейчас, в 2020 году, я очень, конечно, в восторге от того, что мы это сделали. И 1 числа мы не отчитались, а сдали результаты наших 3 государственных заданий по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу и хоккею на общую сумму 28 миллионов рублей. И при этом выиграли еще один грант на 1 миллион, это уже по НИРу, 1 миллион 180 рублей, тоже за него отчитались. На следующей неделе у нас уже будет защита на комиссии. Вот это результат вот этого потенциала научно-педагогических работников нашей кафедры. Они являются у нас флагманом. Очень я хочу поделиться, классный проект, который с 2017 года у нас осуществляется, это Sport Science, спортивная наука. Сейчас вовлечено, в 2017 году было вовлечено только 200 человек, а уже в 2020 году у нас более 3000 студентов участвовало в этом проекте. И только лучшие доклады, вот это вот финалисты, вот меня не вывело сюда, это 17-й год, у нас есть 18-й, 19-й, 20-й и так далее, участвовали только в финальной части. Ну и, конечно, РЭО Плеханова – это очень привлекательная площадка для проведения всех всероссийских научно-практических конференций, и мы сами принимаем и сами активно участвуем во всех всероссийских конференциях, на всех форумах, с нашими докладами и так далее. Ведем очень интересную жизнь. Вот это научно-исследовательская лаборатория антидопинговой политики, мы сейчас ее объединяем, у нас будет интегрированная научно-педагогическая школа, куда будут вливаться несколько направлений. В частности, это подготовка спортивного резерва на основе психофизиологических, генетических подходов. Это я сходу вам сейчас говорю. Второе, это, конечно, создание экосистемы здоровья
для студентов, преподавателей и так далее. Здесь технологии и антидопинговые. Вот здесь на фотографии подписан договор с РУСАДА, с нашим университетом, а также мы в этом все делаем официально. Ну и что? Направление развития нашей кафедры. Я уже впереди сказала об этом. Конечно, повышение кадрового потенциала кафедры, именно с повышением, привлечением на кафедру и подготовки собственных молодых кадров, чтобы повысить остепененность кафедры и чтобы могли позиционировать уже с нашими 14 физкультурными вузами. Я не просто вам сказала, когда мы подавали заявки в Минспорт, мы занимали все время второе место, потому что все гранты отдавались физкультурным вузам. И в конце концов, вот именно мощь педагогическая, научная мощь позволила нам выигрывать сейчас следующие гранты. Конечно, развитие материально-технической базы, она у нас есть, но она постоянно обновляется новыми, современными, здоровьесберегающими инвентарем, оборудованием и так далее. Вот на следующий год у меня еще запланировано на 2 миллиона приобретения, обновления нашего инвентаря. Разработка инновационной. У нас строится два корпуса еще, и там будут спортивные сооружения, и поставлена задача оснастить их новейшими инновационными технологиями, цифровыми технологиями и так далее. То есть оборудование должно быть супер, на высоком уровне, с учетом всех современных требований. Но я не буду говорить, я уже об этом говорила, что совершенствование учебно-методического обеспечения прежде всего для электронного и дистанционного образования. В этом направлении мы очень хорошо сейчас развиваемся. Также все наши разработки мы переводим в интеллектуальную собственность, и за этим, я считаю, будущее в выигрыше многих грантов на различных уровнях и у разных организаций. Но совершенствование воспитательной работы, как я вам сейчас сказала, что наша задача – это как можно больше студентов, преподавателей вузов привлекать для сдачи норм ГТО. Приучить их, что это нормальная форма тестирования своей физической подготовленности. И, конечно же, кафедра физической культуры должна стать во главе той корпоративной культуры, которая формирует имидж РЭО Плеханова не только внутри нашего большого университета, но и также на внешних площадках. Уважаемые коллеги, извините, если я превысила время, благодарю за внимание. И, конечно же, после этой конференции хотелось бы более плотно общаться с вашим институтом физической культуры в рамках, конечно же, особенно двух направлений. Это наука и второе направление – методическое обеспечение в рамках новых требований нашего образования. Вот теперь спасибо. Спасибо, Лилия Борисовна. Пожалуйста, вопросы? Можно вопрос? Да, конечно. Да. Уважаемая Лилия Борисовна, добрый день. Очень приятно видеть вас на конференции, посвященной юбилею факультета физической культуры, спорта и туризма, где нам посчастливилось работать долгие годы. Так как у меня тоже есть опыт работы в течение 7 лет заведующим кафедрой физического воспитания Бурятского госуниверситета, я понимаю ваш доклад очень и принимаю его очень с таким пиететом, что действительно Лилия Борисовна смогла работу кафедры физического воспитания организовать таким образом, чтобы конкурировать на уровне подведомственных вузов нашей страны.
еще одна такая, значит, сопоставление, провел линию. Вы сказали о том, что остепененность достигла 32%, по-моему, да, значит, на кафедре сейчас. Вот когда я начинал работу на кафедре физического воспитания в Бурятском университете, у нас тоже была остепененность очень низкая, это было около 6,7%. Я считал, после того, как мы, значит, проработали несколько лет, она достигла 33,3%. В этом плане это коррелирует, наверное, наша работа с вашей. Но, тем не менее, учитывая все-таки масштабность вашей кафедры, почти 100 вставов, это действительно говорит о большом ресурсном потенциале. Вы много говорили о развитии массовой физической культуры, о науке и так далее. И это очень здорово и правильно, потому как именно наука. Вас не слышно. Наверное, дальше звук пропал у вас. Звука нет. Нет звука все равно. Богдан, ты сейчас не слышала? А что-то красный горит. Нет, Бернадак, в чат напишите вопрос тогда. У него не включается, мы не можем его включить. Здесь потерялся. Уважаемые коллеги, если есть у вас вопросы, пожалуйста, задавайте, можете написать в чате. Ну, еще немного подождем. Подождем, конечно. Я на вас посмотрю. Так рада вас всех видеть. Замечательно. Да, сегодня у вас праздник большой. 60 лет – это достойная дата, хорошая дата. Только продвигаться вам вперед, потому что вы выбрали уже эту профессию. И здесь она очень интересная, благородная профессия. Поэтому желаю, конечно, прежде всего всем здоровья. Потому что мы работаем на здоровье. Поэтому мы должны прежде всего быть здоровыми, красивыми. Лилия Борисовна, слышно? Да. Вот теперь да. Значит, слава Богу. Лилия Борисовна, у меня будет вопрос к вам. Все-таки у вас огромный опыт, и думаю, что это будет интересно и для всех вузов, особенно для нашего факультета. Вот у вас большое количество студентов, и, безусловно, среди них есть те ребята, которые очень профессионально занимаются спортом. Каким образом вы поддерживаете данных студентов получения все-таки образования, и оно является, думаю, важным аспектом для всех молодых людей и для спортсменов в частности. Вот как вы их поддерживаете? И вопрос такого плана, что, как вы считаете, спортсмены должны проходить полный курс обучения или все-таки для них должны быть какие-то поблажки? Отвечаю следующим образом. Первое, когда мы привлекаем спортсменов в наш университет, это либо на бакалавриат, либо в магистратуру. Сейчас крен пошел в магистратуру, потому что задача вуза как можно иметь больше магистров. Поэтому они к нам приходят всего на 2 года. И мобильность сборных команд очень будет высокой. Это первое. Мы объясняем, те, кто к нам идут, что это элитный вуз с элитным образованием. С дипломом РЭО Плеханова вы приходите на работу, уже имея зарплату не ниже 50 тысяч рублей. Поэтому обучаться наши студенты, и они обучаются по всем дисциплинам, очень ответственно.
Ни за кого, поверьте мне, я не хожу, не прошу ни за одного студента, магистра и так далее. Все понимают эту ответственность. Второй момент. Физическая культура. Там, где на бакалавриате наши студенты, они занимаются в своих секциях, и, естественно, они проходят полный курс. Они занимаются, причем мы их не отстраняем, и наоборот ставим в обязанность пройти полный курс физической культуры, то есть лекционный курс. Они точно так же на равных со всеми студентами отчитываются. А элективные дисциплины – это уже их задача выступать за сборные команды. Эти часы, у них их больше, они засчитываются. Далее, как мы их поддерживаем? Значит, каждый год формируется смета, прежде всего на направление студентов на соревнования. Это один аспект. Второй аспект чисто поддерживает финансово. Но у нас есть система стимулирующих выплат, и это по внутренним таким распоряжениям. Это решение ректора. Как поддержать студентов, участвующих в спортивных мероприятиях, особенно в спортивных лигах. Вот 4 я назвала. Это хоккей, который у нас занимает практически 1-е и 2-е место в Москве. Второе – это баскетбол, который вот 2-й год у нас. Футбол, мы являемся лидерами студенческой футбольной лиги. И сейчас прекрасно идет волейбол. У нас члены молодежной сборной команды. Это личное решение ректора. Как поддержать? Средства у каждого вуза на это есть. Это наши 2 стипендии, которые заложены в государственное задание на подготовку каждого студента. 2 стипендии. Это очень большие деньги. Это очень большие. Это для нашего вуза, я точную цифру не могу сказать, но это, я так думаю, ежегодно под 200 миллионов рублей. Поэтому уж из этих средств надо что-то придумать. Это руководителям вузов. И на сегодняшний день, вот я с Ольховским, с Романом разговаривали мы на площадках экспертных. Но как только касается этой темы, почему-то все уходят. А они есть. Размер 2 стипендии на одного студента на культурную, спортивную, физкультурную и оздоровительную работу. Поэтому из этих статей нужно найти средства. И там есть четко определенные статьи: 226, 340, 320 и 222 на командировке. То есть здесь все обеспечено. Это должны знать. Вот что я могу вам сказать. Спасибо, Лилия Борисовна. Я думаю, что ваша позиция очень правильная. И хотел бы привести для примера. Вот у нас на факультете обучался Владимир Максимов, заслуженный мастер спорта по УШУ. Я считаю его одним из модельных таких студентов для спортсмена, который учился и достигал высоких спортивных результатов, очень кропотливо посещая занятия, когда это было возможно и так далее. Никогда за него никто не просил, он сам достигал результатов. И вот сейчас у меня нынешний коллега Галина Анатольевна Тарасевич, и у нее сын закончил американский вуз, значит, учился здесь, в Омске, а сейчас закончил американский вуз, будучи заслуженным мастером спорта. Поэтому вот совмещение обучения и высокого тренировочного процесса вполне, значит, по плечу каждому. Возможно. Да. Каждому студенту факультета физической культуры и не только факультета физической культуры. Спасибо вам
Чуть-чуть добавлю. Еще у нас есть важная поддержка финансовая. У нас очень есть престижные факультеты, как, допустим, мировая экономика, когда нет ни одного даже бюджетного места, а стоимость обучения очень высокая. И для спортсменов есть скидка 70%. Это очень хорошие условия. Вот такая еще у нас. Ну, там серия скидок есть. Ой, я так рада вас всех видеть, слышать. Если есть у нас еще вопросы ко мне, пожалуйста. Вопросов нет, я просто хотел поприветствовать Светлану Дугаровну Гамбажапу. Светлана Дугаровна, ну, всем здоровья, действительно, спасибо за возможность общения, дальнейших успехов. Продолжаем. Спасибо. Спасибо большое, Лилия Борисовна, мы очень рады. Спасибо, коллеги. Я бы хотела вам напомнить, что по результатам нашей конференции выйдет сборник, но сборник мы планируем выпустить в январе 2021 года, так что кто еще не успел прислать статьи, вы можете это сделать. До середины декабря мы принимаем и уже затем начнем верстать сборник. Также у нас осуществляется прямая трансляция в YouTube на канале Live БСУ. Затем вы нашу конференцию можете посмотреть в записи. Сейчас мы приглашаем Ильина Александра Борисовича, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Тема доклада «Контроль и долгосрочная профилактика конфликтов спортивных команд». Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как слышно? Видно, слышно хорошо, Александр Борисович. Да. Разрешите присоединиться к поздравлениям с 60-летием факультета Бурятского государственного университета и выступить с докладом «Контроль и долгосрочная профилактика конфликтов в спортивных командах». Ну, сама проблема конфликтов, она стара как мир и широко исследована в различных частных науках, в социальной психологии, в общей психологии, в философии, конфликтологии, политологии и так далее и тому подобное. Этим вопросом занимались фактически все известные ученые, так или иначе, включая Петровского, Платона. Ну, изучены различные косвенные и прямые факторы, ассоциированные с конфликтами. В спорте этой тематике посвящены труды известных специалистов, таких как Собова, Дмитриева, Бабушкина, Коломейцева, ну и других. Необходимо отметить, что в спорте, собственно, прикладные, затребованные, используемые в практической деятельности тренера-факторы, такие как командный дух, командное мышление, лидер, положительный, отрицательный, скрытый, и другие комплексные положения, позволяющие выйти на управление процессом работы с командой. Ну, здесь необходимо ответить, что исследования естественно-научных основ психологических и социальных явлений приветствовали естественные испытатели Павлов, Анохин, Бехтерев. Все они поддерживали данное направление научной мысли, а именно исследование естественно-научных основ вообще различных гуманитарных вопросов. Ну, конфликты в спорте широко распространены. И конфликты, не будем вдаваться в философию, конфликты являются точкой определения возможных дальнейших трендов развития. Это и противники, и тренеры, и болельщики, и зарплата. Зачастую конфликты являются следствием нарушения методических ошибок подготовки и нарушением правил, встроенных в структуру процесса. В спортивной команде опосредованные психологическими характеристиками, такими как сработанность, совместимость, сплоченность, социально-психологический климат и научное сообщество призвано сделать свои предложения с конфликтами в спорте. Администрация спортивных клубов,
администрация команд, спортсооружений, подходит со стороны административных мер, а научное сообщество, как нам представляется, сделать свой в этом направлении научного характера. Но необходимо отметить, что тема конфликтов не есть сугубо спортивная и получило широкое освещение по структурам образовательных учреждений, которые сейчас в последнее время вроде бы эту волну сбить. Ну вот, она имеет проблему также. Ну, задача исследования – это оценка психических и генотипических показателей. Куда-то все пропало. Александру Борисовичу нужно еще раз зайти, он, видимо. Звук включить. Не то нажал. Сейчас. Я вообще не трогал ничего. Как слышно? Александр Борисович, у вас появилось изображение и звук, но потерялась ваша презентация. Еще раз демонстрацию экрана. Не трогал, это я не знаю, в чем проблема. Демонстрация. Сейчас включаем еще раз демонстрацию экрана. Ага. Пошло? Да, все, продолжается. Ну, это полоса. Это полоса, и необходимо отметить, что слышно меня? Да, слышно. Я продолжаю. Это полоса, и здесь необходимо отметить, что даже в музыке не применяется онлайн-образование. Почему? Потому что идет задержка. Я прошу прощения, еще раз слышно, да? Да. Да, продолжаю. Ну, значит, и формулировка выводов на основании сопоставления конфликтности. Ну, здесь присутствует один из отцов-основателей спортивной генетики, молекулярной генетики, уважаемый Ильдус Ильясович. И, так сказать, он, наверное, согласится со мной, если я скажу, что у нас исследования в спорте посвящены более других все-таки генетики физических качеств. Ну, вот это широко известная карта генов, ассоциированных с физическими качествами, которая сейчас, это карта из Википедии, которая сейчас уже не обновляется. Она сейчас, конечно, значительно шире, но у спортивного специалиста возникает вопрос, что, собственно, можно выжить в этой молекулярной генетике спорта. Если идет обо мне, то в области молекулярной генетики к спорту выше достижений получается выжить только вот эту предрасположенность к работе разной энергетической направленности, то, о чем говорил Максим Олегович, о трудозатратах конкретного результата, и скорость набора, удержания и потери спортивной формы. Вот три показателя, с которыми я научился работать. Ну, вот это широко известная, так называемая условно, генограммы уважаемого Ильдуса Ильясовича, который позволяет помочь человеку ориентироваться по видам спорта. Вот тот вопрос, который Власов задавал, и, не знаю, что делать при работе с ребенком, ориентироваться на мотивацию или на предрасположенность. Тем более речь идет о региональных спортивных школах, в которых ограничен выпад, как раз и представляется возможность человека поставить туда, где он может себя проявить наилучшим образом. То есть, если любит лыжи, пускай занимается лыжами. Но, например, короткие дистанции. Не традиционные лыжи, там где 10, 15 или стайерские дистанции, а суперспринт, 1200 метров. Очень интересный вид спорта. Да. Ну вот, психогенетика, физическая культура, так сказать, ее горячо поддерживает замечательный человек Родионов Альберт Вячеславович, один из основателей спортивной психологии в Российской Федерации как таковой. Организация исследования заключалась в
сборе материалов с спортивных команд, преимущественно водного пола, а также в хоккее, баскетболе и других. И в основу эксперимента положено сравнение генотипических факторов спортсменов с различной конфликтностью, по одинаковой схеме мужских и женских. Вот этот дизайн эксперимента, на котором все построено, вот эти, значит, исследовались только те группы, где получилось собрать материал плюс-минус 3 сигмы. То они эти материалы не обрабатывались. Ну, материалы и методы, так сказать, они традиционные для подобного исследования. Это набор, арсенал, собственно, психологических методик и молекулярно-генетических методик, традиционная статистическая обработка. Но выбор объекта молекулярно-генетического исследования определили наши работы 2003 года, построенные на исследовании личности спортсменов в игровых командах видов спорта, которые имеют более высокие, чем у спортсменов других видов, показатели, ну, собственно, это наука, определяющие продуктивность тренировок соревновательного, нейротизма, чувствительности, проницательности, коллективизма у групповых видов. Ну, генотипирование проводилось по следующим генам, самые известные, конечно, в области психогенетики, по которому больше всего проводится работ, это БДНФ, вот эти все мутации, аллели, сигналы флюорофоров, значит, да, нейротрофический фактор мозга, рецептор дофамина, катехолометилтрансфераза и рецепторы серотонина. Ну, вот полиморфный анализ – это пример. На основе вот этого гена БДНФ здесь получилось самую красивую картинку получить. Вот, значит, это вверху это выборы положительные, отрицательные, а внизу это, собственно, полиморфизмы. Ну вот как бы получается так, что у спортсменов с низкой конфликтностью имеются определенные, в кавычках, определенные психогенетические особенности. Ну вот, так сказать, это было сопоставлено с, собственно, традиционными психологическими методами, по традиционным психологическим шкалам, которые показали, что у спортсменов с высокой и низкой агрессивностью и с высокой и низкой конфликтностью поведения высокая степень корреляции. Хотя или реализация агрессии, или социальная положительная реализация агрессии, но нет. Коллективизм, эмоциональная устойчивость, самоконтроль, оптимизм, изменчивость настроения, то есть по абсолютному большинству показателей спортсмены с конфликтным и бесконфликтным поведением отличаются. То есть это люди с разной структурой личности. Ну, результат оценки взаимообусловленности, конфликтности и показателей структуры агрессии показали, что наибольшим образом с конфликтностью в группе, а речь, прошу разрешить напомнить, идет только о формальных группах. Формальных группах, то есть тех, которых продуктивной деятельности завязана на успешность самой группы. Вот это косвенная агрессия, то есть сплетни, склоки, нездоровые разговоры являются самым ведущим фактором конфликтности, а физическая агрессия. Ну, прогнозирование конфликтов в команде особенно важно, когда тренер делает упор на кого, пытается понять, на кого мы сделать упор после неудачных или серии неудач. Особенно, когда речь идет о включении сборной команде, когда люди, вот здесь видно, какое психологическое напряжение у тренеров, когда он выставляет задачу, так сказать, людям из команды. Когда люди привлекаются из 6 из 7 членов в сборную команду, это колоссальный конфликт интересов, колоссальное психологическое напряжение. Ну, разрешите озвучить результаты. Вот, как нам представляется, мы ни в коем случае не настаиваем, представляется возможным выделить психологические маркеры конфликтности, позволяющие прогнозировать трудности взаимодействия.
среди которых доминантность, агрессивность, эмоциональный неустойчивость. Спортсмены с конфликтным поведением имеют более высокие относительно других значения показателей доминантность и агрессия. Выделены полиморфизмы, вот на примере гена БДНФ я представил, по остальным картина имеет место быть сходная. И выделены психогенотипы, которые могут расцениваться как находящиеся между собой в изначально детерминированных взаимоотношениях, в данном случае от взаимного неприятия до перманентной конфликтности. Вот предлагается такая схема, рабочая схема, так сказать, это универсальный партнер, человек, который нормально, бесконфликтно может общаться с любыми людьми. Собственно, эта схема, она, может быть, эта схема и моя, но сам принцип, он признан и, так сказать, психологией бизнеса, и в организационной психологии, и так далее, и тому подобное. Генетический конфликтный тип, социальный конфликтный тип и, так условно, в кавычках, перманентный конфликтант. Ну, вот эти психогенотипы, как было озвучено ранее, находятся, по нашему мнению, в изначально детерминированных отношениях от взаимной конфронтации до взаимного дополнения, что может выявляться, формализовываться и, соответственно, прогнозироваться. Ну, мы гуманистической в том числе гуманистической генетики спорта, поэтому, как нам представляется, необходимо знать лучшие отечественные спортивные педагогические методики, проявившиеся, например, в советском хоккее в наличии легендарных связок. Ну, это были старшие поколения связки Бабич, Лавров, Шувалов, 60-х Локтев, Альметов, Александров, Майоров, Старшинов, Викулов, Полупанов, Фирсов, 70-е Михайлов, Харламов, Петров, позже звено Ларионова. Но опасность сегрегации существует, потенциальной сегрегации, в том числе потенциальной сегрегации на основе так называемых, в кавычках, молекулярно-генетических методов. Вот известный феномен, технология Кевина Эссельта 2013 года, так называемый генетический привод, который сейчас широко финансируется различными фондами, в том числе очень серьезными влиятельными людьми. Пока этот генетический привод направлен на, так сказать, уничтожение инвазивных видов, в Австралии уже и в Новой Зеландии принята программа по уничтожению 8 инвазивных видов хищников к 2050 году. Об этом объявлено уже премьер-министром. Это официальная информация. И вот, но понятно любому здравомыслящему человеку, что рано или поздно эта технология будет, наверное, не дай бог, применяться и в военных целях. Ну, вот агентство перспективных исследовательских проектов Департамент обороны США вложило $100 миллионов в исследование данных технологий. Это открытая информация из открытых источников. Так сказать. И эта технология может пройти в спорт. Если сейчас уже существуют люди, которые подключились к интернету, которые вживили себе сами чипы, для того, чтобы, там, например, в кожу, для того, чтобы оплачивать где-то проезд, проход товара и тому подобное, то где гарантия, что не появятся рано или поздно люди, которые эти технологии будут использовать в спортивных интересах. И тогда гуманистическая направленность молекулярной генетики будет потеряна. Наше практическое предложение. Введение показателя психологической готовности команды, в основу которой, или, может быть, положено наличие игровых связок, позволяющих каждому спортсмену проявить себя наилучшим образом. Введение нового спецкурса в институтах физической культуры и кафедрах физического воспитания вузов, модератор спортивных конфликтов. Агентство стратегических инициатив выпустило атлас новых профессий, в котором эта специальность, модератор спортивных конфликтов, представлена как перспективная профессия. Кросс-научная платформа контроля и прогнозирования конфликта в спорте. Я пытаюсь реализовать эту проблему с коллегами из Южноуральского государственного университета. Вот отправил им свое видение этого вопроса. И межрегиональный научный центр перспективной биотехнологии спорта. Вот это к вопросу, который задавала уважаемая Анна Владимировна, о перспективах развития инновационной площадки в Бурятском госуниверситете на базе кафедры физического воспитания. Плюс ко всему к этому я бы хотел обратить внимание уважаемой Анны Владимировны
на то, что мы подали заявку на создание при нашем университете, речь идет о Гайсаливке, об университете физической культуры, центра прототипирования спортивных технологий. И это еще одна точка практических соприкосновений наших вузов. Вот, литература, которая представлена на слайде, подтверждает озвученную информацию, и вся эта информация опубликована в журналах. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Александр Борисович. Уважаемые коллеги, вопросы? Александр Борисович, можно вопрос? Вот под генетическим приводом что вы подразумеваете? Ну, это не я подозреваю, это технология, которая в советского, что же я не подозреваю, я оперирую только открытыми данными. Это технология. Вы видите слайд? Да, Максим да, Олегович, вы видите да, слайд? видно. Эта технология в 2013 году разработана в стенах массового технологического университета. Ну, одном из центров инновационной мысли вообще мира, не только США, один из ведущих вузов мира. Так сказать, вот эта технология подразумевает быстро, в кавычках быстро, в течение нескольких поколений провести сегрегацию каких-то признаков. Далее, поскольку у нас конференция кафедры физического воспитания, направляю вас, так сказать, к открытым источникам, Википедия и теми источниками, с которыми мы работали, PubMed и так далее и тому подобное, чтобы не раздражать коллег. Понятно, спасибо. Спасибо, Александр Борисович. Может быть, еще у кого-то есть вопрос? Большое спасибо, уважаемые коллеги. Еще раз с юбилеем. Доброго вам здоровья. Будем надеяться, что заинтересуетесь возможностью взаимодействия, в том числе виртуализированного взаимодействия каких-то лабораторных работ, которые сейчас можно проводить в интернет-формате. Всем доброго здоровья. До новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий докладчик Ахметов Ильдус Ильясович, доктор медицинских наук, профессор НИИ спорта Ливерпульского университета имени Джона Мурса, Великобритания, Российский экономический университет. Тема доклада – предикторы мышечной композиции. Здравствуйте, Ильдус Ильясович. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за приглашение участвовать в вашей конференции и поздравляю коллег с юбилеем. Мой доклад будет посвящен такому интересному маркеру, который используется в спорте для отбора, для различных других целей в спорте. Это касается состава мышечных волокон, и я хотел бы представить результаты нашего научного исследования, которое было выполнено в рамках гранта Российского научного фонда, который продолжался у нас 3 года, но мы все еще продолжаем анализировать полученные данные. В гранте участвовало 3 основных организаций. Это Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России, который отвечает за спортивную медицину и работает с сборными командами России, а также Институт медико-биологических проблем РАН, где давно известны исследования в области миологии, то есть там, где проводится мышечная биопсия и анализ состава мышечных волокон. Также наши коллеги из МГУ участвовали, которые занимались антропометрией, морфологией, и в рамках определенных исследований мы также подключали коллабораторов из Германии, Японии и США.
Так вот, как хорошо всем известно, состав мышечных волокон является, поскольку он практически не изменяется на протяжении жизни, я имею в виду в данном случае под влиянием тренировки практически не изменяется. Максимум, что можно было зафиксировать изменения на уровне 5-10%, но не более. Так вот, поскольку он не изменяется в рамках у спортсмена одинакового определенного возраста, его можно использовать как фактор отбора. И если у человека преобладает медленные мышечные волокна, то в этом случае человек предрасположен к видам спорта на выносливость, это потенциальный стайер. Если у человека преобладает быстрые мышечные волокна, то такой человек хорошо себя проявит в скоростно-силовых видах спорта, например, в спринте, в силовых видах спорта. Ну а если у человека примерно равное соотношение быстрых и медленных мышечных волокон, то в этом случае человек будет успешен на средних дистанциях, в единоборствах и игровых видах спорта. Кроме того, с недавнего момента было показано, что состав мышечных волокон можно использовать и для оптимизации тренировочных процессов в рамках такого показателя, как восстановление. Было выявлено, что если у человека преобладает медленные мышечные волокна, то такие лица очень быстро восстанавливаются после физической нагрузки и могут приступить к следующей тренировке значительно быстрее, чем те индивиды, у которых преобладают быстрые мышечные волокна. Соответственно, в нашем исследовании мы, в одном из наших таких исследований мы изучали, допустим, конькобежцев. Конькобежцы, как вы знаете, специализируются на разных дистанциях, на коротких, средних и длинных дистанциях. И если их опрашивать, то они выделяют свои коронные дистанции. И когда мы, например, связали их коронные дистанции с составом мышечных волокон, мы увидели ожидаемую корреляцию, из которой можно видеть на рисунке, что чем больше у человека медленных мышечных волокон, тем больше он предпочитает выбирать в соревновательной деятельности длинные дистанции. У спринтеров процент медленных мышечных волокон низкий, соответственно, процент быстрых волокон высокий. И еще в советские времена Язвиковым и коллегами было показано, что если человек, конькобежец в данном случае, выбирает дистанцию, не соответствующую его мышечной композиции, то в этом случае в мышцах наблюдаются деструктивные процессы. То есть это вредно для мышечных волокон с позиции их повреждения и, разумеется, и также может влиять на спортивную успешность. То есть если человек родился с высоким процентом медленных волокон, то ему все-таки стоит выбирать длинные дистанции. И это будет одинаково полезно и как для спортивного успеха, и для нормального функционирования мышечной системы. Также Язвиковым была предложена следующая структура предрасположенности населения России к различным видам спорта. И было показано, что большинство населения имеет преобладание либо равное соотношение медленных мышечных волокон, соответственно, 30% населения России за счет преобладания медленных волокон склонны к видам спорта на выносливость. 15% только склонны к видам спорта скорости силовой направленности, к спринту, силовым видам спорта. Но большинство людей имеет примерно равное соотношение быстрых и медленных мышечных волокон, 45%, поэтому они, можно сказать, больше себя проявят на средних дистанциях, в игровых видах спорта и единоборствах. И, наконец, есть 10% людей, у которых преобладает промежуточный тип мышечных волокон, которые медленно утомляемые и при этом быстрые. Соответственно, такие люди могут быть универсалами, конечно же, с учетом других характеристик, не только состав мышечных волокон, но и многие другие показатели очень важны в спортивном отборе. Однако в нашем исследовании мы выявили, что если в целом говорить о том, что люди в основном, население Российской Федерации склонны к видам спорта на выносливость, но тем не менее надо знать, что есть различия по полу. Можно видеть, что в любой из групп, будь то стайеры, которых мы анализировали, это было около 160 человек, лица контрольной группы, не занимающиеся спортом, и лица скорости силовой направленности, можно видеть, что
каждой из групп этих спортсменов или не спортсменов у женщин преобладают индивиды с высоким значением медленных мышечных волокон. То есть получается, что у женщин, среди женщин мы можем видеть все-таки больше людей, которые склонны к видам спорта на выносливость. Так-то в целом можно видеть значимое различие по композиции между стайерами и лицами контрольной группы или лицами скорости силовой направленности. Что касается группы быстрота и сила, то в этом случае нельзя сказать, что мы выявили значимое различие с контрольной группой. Однако, если распределить эту группу на спринтеров и спортсменов силовой направленности, то у спортсменов силовой направленности больше можно встретить быстрых мышечных волокон. Так вот, по нашим данным, что мы выявили? Так вот, есть факторы, которые положительно взаимосвязаны с содержанием медленных мышечных волокон. Это женский пол, второй – это возраст. То есть с возрастом мы изучали спортсменов от 18 до 50 лет и видели, как и это в литературе в том числе сказано, что с возрастом увеличивается процент медленных мышечных волокон. Соответственно, это, можно сказать, возрастной фактор. Это также сопровождается уменьшением быстрых мышечных волокон, соответственно, силовые показатели с возрастом падают. Это может обусловить какие-то последствия, то есть это может быть снижение силы и повышение риска травм, падения у лиц. И что интересно, мы обнаружили данную закономерность только у людей, не занимающихся спортом, либо у стайеров, а у спортсменов скорости силовой направленности мы такой закономерности не обнаружили. Соответственно, можно сделать вывод, что если человек включает в тренировки силовой компонент, то он может, несмотря на возраст, сохранить свой набор быстрых волокон и сохранить свои скоростно-силовые, получается, возможности. Кроме того, в недавнем исследовании было показано на грызунах, что прием омега-3 жиров способствует сохранению процента быстрых мышечных волокон и в незначительной степени также сохраняет силовые показатели. Кроме того, мы обнаружили для спортсменов любой направленности, что чем чаще человек тренируется, тем больше у него обнаруживается медленных мышечных волокон. Но это происходит изменение не очень значительное. Вклад пола, возраста и частоты тренировок в определении состава мышечных волокон не превышает 15%. Кроме того, мы опросили наших испытуемых на предмет их толерантности к длинным дистанциям. Мы задали вопрос, как вы переносите длинные дистанции. Были ответы плохо, удовлетворительно, хорошо и отлично. И ожидаемо мы увидели, что люди, которые имеют высокий процент медленных мышечных волокон, они более толерантные. То есть они указывали, что они очень хорошо или отлично переносят длинные дистанции. Таким образом, вот этот простой опросник для взрослых людей, он позволяет в некоторой степени прогнозировать его состав мышечных волокон. Также мы увидели, что у стайеров высокой квалификации процент медленных мышечных волокон больше, чем у стайеров невысокой квалификации, что также ожидаемо. И что интересно, мы обнаружили связь процента медленных мышечных волокон с глубиной грудной клетки. То есть это тот показатель, который исключает мышечный и жировой компонент у человека. Если замерить человека продольно, то можно видеть дистанция между позвоночником со стороны спины и грудиной, можно определить его глубину. Так вот, чем больше глубина этой грудной клетки, чем больше бочкообразность грудной клетки человека, тем больше у человека обнаружится медленных мышечных волокон. И, кстати говоря, вот этот показатель, вот эта бочкообразность грудной клетки, она хорошо коррелирует с адаптацией человека к гипоксии. У людей, проживающих на высокогорье, среднегорье, часто наблюдается такой признак, как бочкообразность грудной клетки, что позволяет, возможно, повысить жел человека, повысить его адапционные возможности гипоксии
нехватки кислорода. Таким образом, можно сказать, что изучая вот этот показатель, как глубина грудной клетки, тоже можно с какой-то долей вероятности прогнозировать долю мышечных волокон человека. Факторы, которые положительно взаимосвязаны с содержанием быстрых мышечных волокон, это мужской пол, а также это пульс человека и систолическое, диастолическое давление. То есть, если мы обнаруживаем у испытуемых, неважно какого пола, высокий процент быстрых мышечных волокон, то чаще всего мы наблюдаем у них повышенный пульс, а также повышенное систолическое и диастолическое давление, что, в принципе, также в литературе отражено. Таким образом, состав мышечных волокон можно связать не только со спортивными успехами, но и также с какими-то показателями, важными для здоровья человека. Так вот, преобладание медленных мышечных волокон повышает чувствительность к инсулину, то есть снижает риск сахарного диабета второго типа, снижает риск развития ожирения и артериальной гипертензии. Это было показано в ряде исследований. А преобладание быстрых мышечных волокон, по нашим данным, снижает риск переломов. Причем это неважно, в каких видах спорта, в какой группе. И у лиц контрольной группы, и у спортсменов силовой направленности, и у стайеров мы наблюдали, чем больше быстрых мышечных волокон, тем реже человек получал травмы, переломы в течение своей жизни. Вообще, в принципе, это ожидаемо, что чем больше у человека жировой массы, чем больше у него быстрых мышечных волокон, тем больше у него будет жировая масса. Таким образом, тоже по соматотипу можно примерно предсказать, да, то есть если, например, дети приходят в секцию, если у детей обнаруживается ожирение, то, скорее всего, метаболически можно предсказать, что у него невысокий процент медленных мышечных волокон. Вообще, если говорить о том, как, вот учитывая вот эту всю актуальность знаний о мышечных волокон, необходимо знать, что есть разные методы определения состава мышечных волокон. Золотым стандартом является, разумеется, инвазивный метод, когда мы проводим макробиопсию, делается разрез после обезболивания кожи, делается разрез кожи, и на определенной глубине достается небольшой кусочек мышцы человека. Обычно это делается на уровне мышц бедра, латеральная головка квадрицепса, и в дальнейшем микроскопически и с использованием специальных антител против тяжелых цепей миозина быстрого медленного типа окрашивается и анализируется таким образом на определенном участке состав волокон. То есть определяется, какое количество быстрых медленных мышечных волокон у человека, а также их размеры. А размеры, разумеется, свидетельствуют о гипертрофии мышечных волокон, и это тоже показатель того, какие обхватные размеры бедра у человека, какая у него мышечная масса в целом. Эти исследования также мы проводили, но они сейчас не входят в рамках моего доклада. Также, разумеется, метод инвазивный, разумеется, существуют и неинвазивные методы, которые известны по литературе. В этих обзорах Самсоновой и Семеновой вы можете подробно прочитать об этих методах. Во-первых, это тензиомиография, когда определяется длительность сокращения мышцы, и чем дольше сокращается, тем больше медленных мышечных волокон. Это, в принципе, логично. Также зарубежные коллеги предложили использовать магнитно-резонансную спектроскопию молекулы карнозина. Карнозин чаще всего встречается в быстрых мышечных волокон, поэтому чем больше прибор определяет карнозина в мышцах, тем больше у человека быстрых мышечных волокон. Также используется миотонометрия, когда определяется изменение тонуса мышцы после одиночного сокращения, то есть дается импульс, и чем больше площадь на кривой одиночного сокращения, тем больше у человека медленных мышечных волокон. Это тоже, в принципе, логично. И для тренеров предлагается, допустим, прыжковый тест, когда делается видеоанализ, делается видеосъемка, человек прыгает примерно 35-40 раз, и сравнивается высота прыжка после, это делать только с помощью видеоанализа,
И если видно, что нет различий значительных в высоте прыжка между первыми прыжками и последними прыжками, то есть это 31, 32, 33 прыжок, значит, человек не так сильно утомился, значит, у него очень много медленных мышечных волокон. Там с помощью правильной пропорции можно это определить. И в интернете очень много можно было встретить тестов, которые эмпирически не были подтверждены, так называемый полевой тест определения мышечных волокон. Полевой тест – это когда берется штанга, естественно, подготовленный человек должен быть, он уже должен иметь опыт силовых нагрузок, мышц бедра. Человек приседает, определяется его максимальный присед, например, 100 килограмм. В дальнейшем берется 80% от этого максимума, и человек после отдыха с весом 80% от максимума начинает приседать. И очень много было интерпретаций в интернете обнаружено по тому, как читать эти результаты. Было сказано, например, что если 5 раз человек присел, значит, у него очень много быстрых волокон, мало медленных, а если человек присел 12 раз и больше, то у него очень много медленных мышечных волокон. Это логично, и мы в своей работе взяли 30 испытуемых и проверили зависимость этого показателя с составом мышечных волокон. Мы увидели умеренную, такую не очень сильную корреляцию, но она была значимая. Особенно это было выражено у женщин. И мы видели, что чем больше человек приседал с весом 80% от максимума, чем больше приседал, тем меньше у него было быстрых мышечных волокон, тем больше было у него медленных мышечных волокон. Соответственно, мы определили значение, как можно интерпретировать. Если человек 5-8 раз присел, то у него преобладают быстрые волокна. Если присел 9-10 раз, то примерно равное соотношение быстрых и медленных мышечных волокон. Если присел 11-15 раз, то преобладает медленные мышечные волокна. Это, в принципе, логично, ожидаемо, однако нужно было вот как раз выяснить вот эти конкретные цифры. Но надо сказать, что точность теста не очень высокая, она 70%, то есть в 30% случаев можно ошибиться. Эта статья у нас опубликована. Теперь, когда мы говорим уже о неинвазивных тестах, то надо также учитывать, что генетика имеет большое значение, и чтобы понимать вообще, как это обусловлено на уровне молекулярных механизмов, необходимо понимать, как происходит формирование мышечных волокон. Вообще начинается все с первичных миобластов, когда человек еще эмбрион, происходит первичный миогенез, и дальше уже формируются вторичные миобласты, и все заканчивается формированием миофибрил взрослого человека. Так вот, на разных этапах формирования миофибрил можно выявить различные влияния различных факторов. В основном это факторы среды и генетических особенностей человека. Это среда, в данном случае подразумевается, это окружение внутриутробное, какое количество гормонов от матери поступает в околоплодные воды. Это также, когда ребенок рождается уже, как он себя ведет, какая у него физическая активность, есть ли определенные проблемы с гормонами, а также большое значение имеет питание и его собственная генетика. Люди отличаются генетически на уровне полиморфизмов, соответственно, полиморфизмы влияют на различные фенотипы, а фенотипы уже могут влиять на конечный состав мышечных волокон. Надо отметить, что у детей после рождения в основном преобладают медленные мышечные волокна, а когда они достигают возраста 18-20 лет, то в данном случае уже завершается формирование состава мышечных волокон, и большинство медленных волокон превращается в быстрые. Но не у всех, у некоторых остается на высоком уровне. Ну и, как я уже сказал, с возрастом у всех людей, кроме спортсменов скорости силовой направленности или обычных людей, которые, занимаясь физкультурой и спортом, добавляют в свои тренировки силовые упражнения, то у них получается, в основном у людей процент быстрых волокон уменьшается, а у других людей они остаются на
том же уровне, которым был, когда они были взрослые и молодые. Так вот, состав мышечных волокон по разным данным генетически детерминирован значительно. В основном есть исследования, которые говорят о том, что вклад генетики там как минимум 80-90%. Но самое большое исследование было проведено американскими учеными с учетом, с включением близнецов монозиготных и дизиготных. И было показано, что вклад генетики примерно 45%. Вклад среды меньше, 40%. И 15% отводится к технической погрешности. То есть, если мы по-разному берем биопсию, как по-разному анализируем, то это тоже может сказываться. Поэтому, вот, строго говоря, в научных исследованиях обязательно надо включать еще техническую погрешность. Но, тем не менее, можно видеть, что вклад генетики, он больше, чем вклад среды. Так вот, если мы представим гипотетическую схему, что касается того, в чем есть различие между человеком, у которого преобладают быстрые волокна, и с человеком, у которого преобладают медленные мышечные волокна, то можно на уровне ДНК видеть, что есть различия структурные. Это может быть, вот здесь небольшой отрезок ДНК человека, он, как вы помните, состоит из 4 нуклеотидов, АГТЦ. Он по длине 3 миллиарда, и я сделал здесь небольшой кусочек, около, может быть, 1000 здесь нуклеотидов. И можно видеть, что один и тот же участок, он различается на уровне нуклеотидов. У кого-то здесь тимин, у кого-то гуанин, там цитозин и так далее, и так далее. То есть вот эти различия, они как раз обуславливают, почему человек рождается с высоким процентом медленных волокон или быстрых волокон. И, кроме того, есть еще другой тип полиморфизма, это изменение длины ДНК. То есть у кого-то ген может быть короткий, у кого-то длинный. Это тоже может повлиять на функциональность, на функции генов, на структуру белков. Первое исследование, можно сказать, которое показало значимость полиморфизма ДНК на состав мышечных волокон, это работа связана с альфа-актинином 3. Это известный сократительный белок сократительного комплекса, который экспрессируется в быстрых мышечных волокон. И если он не экспрессируется, а это встречается в российской популяции примерно у 15% людей, то в этом случае это может влиять на скорость силового потенциала человека. То есть снижаются спринтерские возможности, силовые возможности. И как было показано в исследованиях, это влияет именно на состав мышечных волокон. Вот здесь, например, показано, какие есть различия на уровне ДНК. То есть человек может быть носителем нормального С-аллеля и носителем мутантного Т-аллеля. Если у человека Т-аллель от мамы и папы, в этом случае у него белок экспрессироваться не будет. То есть вот можно видеть процесс образования белка на основании РНК человека, да? В нормальном случае, в 85% случаев у россиян мы наблюдаем синтез функционального белка. А если же есть мутация в альфа-актинин 3, то это приводит к тому, что формируется неполноценный белок, и он потом просто деградирует. Соответственно, ученые сейчас работают над методиками, разрабатывают методы для того, чтобы мутация была проигнорирована системой трансляции белка, и чтобы с добавлением какого-то препарата, например, здесь препарат аталурен, происходит нормальный синтез белка. Это к вопросу о генном допинге. То есть это, по сути говоря, запрещенная методика. Но здесь возникают этические вопросы, потому что люди, которые родились с мутацией, они, конечно же, хотят справедливости и просят, чтобы им позволили использовать какие-то технологии для того, чтобы их мутация не влияла на их спортивные успехи. Но пока на данный момент это считается запрещенной методикой. Так вот, в нашем исследовании было показано, что если у людей мутация в гене альфа-актинин 3, так называемый XX генотип, от мамы и папы мутация была получена, 15% людей российской популяции, то в этом случае у него преобладает медленно-мышечный волокна. Если у человека нормально функционирует белок, то в этом случае процент медленных волокон пониже, а процент быстрых волокон побольше. Вот. Мы повторили это исследование, которое было также опубликовано другими европейскими учеными, где тоже была показана такая связь. Вообще, если посмотреть
на работы, в которых пытаются найти связь генетики с какими-то спортивными показателями, то надо понимать, что объем работы, он очень большой, потому что у человека в ДНК обнаруживаются десятки миллионов полиморфизмов. И, разумеется, надо все эти полиморфизмы проверить на связь с каким-то фенотипом. В данном случае мы проверяли в своих исследованиях на связь с составом мышечных волокон и подключили к этому также коллег из Японии и из США. Но американские ученые, они анализировали образцы биопсии у финской популяции. Так вот, с помощью микрочипового метода генотипирования можно проанализировать как минимум 300 тысяч, но обычно 600-900 тысяч полиморфизмов, которые покрывают практически весь геном человека. И когда мы анализируем связь вот этих полиморфизмов, вот этих особенностей структурных с каким-то фенотипом, то на выходе мы видим огромное количество ассоциаций. И 95% этих ассоциаций, они ложноположительные, поэтому необходимо воспроизводить эти данные и на других популяциях. Вот это типичная картина, которая отражает связь конкретного маркера, конкретного полиморфизма с каким-то фенотипом. Ну, эта работа взята из работы Тикканена по кистевой динамометрии. То есть они, изучив ДНК человека, обнаружили десятки маркеров, которые ассоциируются с силой кисти человека. Вот эта красная линия, она как раз ограничивает, разделяет показатели значимые и незначимые. То есть вот логарифмическая модель показывает уровень значимости каждого полиморфизма. И в спорте, и вообще в исследованиях генетических принято, что недостаточно использовать уровень значимости P 0,05 и ниже, надо делать это на уровне 10 минус 8 степени. Только в таком случае мы сможем отсечь ложноположительные ассоциации. Так вот, что мы сделали для того, чтобы выявить очень важные маркеры мышечных волокон? Мы провели исследование для выявления маркера или маркеров быстрых мышечных волокон. Во-первых, мы взяли футболистов, и футболисты прошли у нас спринтерский тест. На основании полногеномного анализа с использованием чипа, о котором я говорил, мы обнаружили свыше 3000 полиморфизмов, которые ассоциируются с быстротой у футболистов. А в дальнейшем мы проверили эти полиморфизмы на связь тоже со спринтерскими возможностями у польских женщин, и из них мы вывели только 7 полиморфизмов, которые воспроизвелись. Таким образом, свыше 3000 полиморфизмов, как я уже говорю, они ложноположительные. Так вот, 7 полиморфизмов, уже с этим числом можно работать. Дальше мы сравнили российских спринтеров с контрольной группой и выявили, что по 7 полиморфизмам есть различия у 2 полиморфизмов. То есть есть аллели двух полиморфизмов, которые преобладают у спринтеров, российских спринтеров по отношению к контрольной группе. В дальнейшем мы взяли вторую российскую популяцию, где тоже были спринтеры, и взяли еще японских спринтеров, и выявили, что из этих 2 полиморфизмов один полиморфизм в гене КПН5, он ассоциируется с предрасположенностью к спринту, как у российской, так и японской популяции. Таким образом, уже было 3 воспроизведения получено. А в дальнейшем мы подключили наших российских коллег, которые также оценили спринтерские возможности и связь с геном КПН5, и мы выявили, что C-аллель гена КПН5, он ассоциируется с очень ярко выраженными спринтерскими возможностями. То есть мы взяли элитных российских и бразильских спринтеров, посмотрели, как они пробегают 100-метровку, и выявили, что те люди, которые имеют C-аллель, C-вариант гена, то они очень быстро бегают. И в дальнейшем мы проверили гипотезу, что данный ген может ассоциироваться с высоким значением быстрых мышечных волокон, как бы объяснение, почему мы такую ассоциацию нашли. И вот мы увидели, что этот C-аллель, он ассоциировался с преобладанием быстрых мышечных волокон японской и финской популяции. Однако в российской популяции было на уровне тенденции, и следующим этапом у нас было выявление более четкого показателя, маркера, который бы ассоциировался со всеми этими показателями, как у японцев, у финнов, так и у россиян. И мы обнаружили рядом расположенный с этим маркером другой маркер,
который на 20% сцеплен с вот этим маркером. И можно сказать, что этот второй маркер, данные пока мы еще не публиковали, он влияет на экспрессию одного гена, CDKN1A, который связан с микро-РНК человека, который закодирован в гене миозина 7 типа. И это один из самых важных генов, регулирующих состав мышечных волокон человека. Таким образом, с помощью вот этих методов функциональных, морфологических и биоинформатических мы выявили очень интересный маркер, с помощью которого можно прогнозировать состав быстрых мышечных волокон, ну и в том числе медленных мышечных волокон. Вообще, если посмотреть по литературе, за эти последние 15 лет, когда вот эти исследования начались в области спортивной генетики, можно выделить 5 полиморфизмов, которые ассоциируются с составом мышечных волокон. И зная носителем какого аллеля человек является, например, здесь есть, получается, по каждому полиморфизму 2 варианта, либо С, либо Т, например, СА. Если человек имеет большое число вот таких аллелей, значит, у него преобладают медленные мышечные волокна. Если другие противоположные аллели, значит, преобладают быстрые мышечные волокна. Таким образом, в прогнозе мышечной композиции можно использовать следующие методы. Это генетический анализ, его можно проводить в любом возрасте, а также это инструментальные методы, и они, конечно же, их применение возможно, конечно, с учетом возраста человека и с учетом наличия приборов. Это тензиомиография, метанометрия, спектроскопия карнозина, пульсометрия, антропометрия. Также можно применить педагогические методы, полевой тест со штангой, о котором я рассказал, прыжковый тест, а также анкетирование, то есть толерантность к длинным дистанциям. В совокупности, если мы применим все эти возможные методы, неинвазивные, да, мы можем по точности достичь хотя бы 90% в прогнозе состава мышечных волокон, если это сравнивать, например, с стандартом анализа мышечных волокон с помощью иммуногистохимии и взятием биопсии. Благодарю за внимание. Спасибо, Ильдус Ильясович. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Ильдус Ильясович, если можно, вопрос такой. Вот все-таки по гену альфа-актинин-3 всегда считалось, что он связан с композицией мышц, да? Но, судя вот по вашим исследованиям, можно сделать вывод, что не один ген альфа-актинин-3 участвует, а есть еще ряд других точек, да, которые очень плотно связаны с композицией мышц. Но все-таки альфа-актинин-3, вот он, насколько сильно он связан, да, с композицией мышц, ну и примерно сколько вот вы бы оценили вклад этого гена после проведенных вами исследований. Я так понимаю, видимо, вклад, наверное, меньше будет. Не так, как считалось раньше. Всего было проведено две такие основные работы, в которых была показана связь альфа-актинин-3 с составом мышечных волокон. И в них, по этим данным, можно сказать, что корреляция, она такая умеренная, она не сильная, и вклад этого маркера в определение состава мышечных волокон не больше 1-2%. Поэтому надо, разумеется, анализировать многие другие маркеры и гены. Просто дам пример, поскольку сейчас во многих исследованиях медицинских у любого человека, у любого испытуемого спрашивается, какой у него рост и вес, то, разумеется, сейчас самым изученным признаком у человека является рост и вес. Не какие-нибудь там показатели там, крови, здоровья или там спортивные показатели, там сила кисти, руки и так далее, а именно рост и вес человека. Так вот, последнее исследование показало, что на рост влияет как минимум 10 тысяч полиморфизмов. То есть только проанализировав 10 тысяч полиморфизмов, можно с высокой точностью спрогнозировать, какой у человека будет рост. Соответственно, можно сделать аналогию с другими показателями, с другими фенотипами. Поэтому по самым скромным подсчетам, чтобы спрогнозировать состав мышечных волокон с высокой точностью, необходимо открыть, во-первых, несколько тысяч маркеров, среди которых один альфа-актинин, другой ПНЕ5 и так далее, и остальные 8 полиморфизмов. Да? В совокупности они еще пока не очень точно дают оценку состава волокон. Поэтому мы склоняемся к тому, что
для хорошей детерминации любого показателя, там, будь то это быстрота, сила, мышечная масса, рост и так далее, необходимо анализировать тысячи маркеров. И вот как раз вот это ориентир с ростом человека, 10 тысяч, как раз говорит о том, что насколько мы не очень значительно пока еще продвинулись в спортивной генетике. В росте продвинулись, потому что многие исследователи этот рост изучают, а в других исследованиях в спорте, там, мышечной композиции, еще пока мы отстаем. Соответственно, вклад каждого маркера, если мы берем 10 тысяч маркеров, он будет меньше 0,01% примерно. Соответственно, еще очень много работы впереди. Спасибо. Но вот можно еще один вопрос. Как вы считаете, вот есть ли вероятность того, что может обнаружиться какая-то мутация, да, которая, ну, скажем так, перекроет значимость всех остальных большого количества полиморфизмов? То есть один полиморфизм очень значимый, и именно от него будет в большей степени зависеть соотношение мышечных волокон. Вот насколько возможно вот наличие такого полиморфизма? Исходя из данных полногеномных исследований в российской популяции, финской и японской, где выборка у нас уже, получается, составила несколько сотен, ну, по 1000 примерно, можно сказать, что пока еще не было обнаружено распространенных полиморфизмов, имеющих значительный вклад в определение состава мышечных волокон. Если бы они были, мы бы это обнаружили. Соответственно, здесь делается вывод, что надо искать такие полиморфизмы с большим эффектом среди редких полиморфизмов, которые обычно называют мутациями, да? Которые встречаются в популяции меньше, чем у 1%. Но чтобы выявить значимый эффект мутации с большим эффектом, необходимо выборки от примерно 50 тысяч человек, в идеале около 1 миллиона. И только при такой выборке, то есть представьте, нужно 1 миллион добровольцев, которым сделали мышечную биопсию. А это, представьте, это рубец на ноге, не все хотят с этим рубцом ходить. Это очень будет сложно сделать. Поэтому, если мы проанализируем, допустим, 50 тысяч испытуемых, то в этом случае с какой-то, ну, я думаю, что будет, мы обнаружим какие-то мутации редкие, да, которые встречаются у одного из 1000 или у одного из 10 тысяч человек в российской популяции, например. Мы сможем выявить такие мутации, которые могут перекрыть эффект всех остальных полиморфизмов. Это, в принципе, ожидаемо. Однако это пока просто гипотеза, и для проверки необходимо масштабные исследования. Спасибо. Спасибо. Из чата от Андрющенко Лилии Борисовны. Уважаемый Ильдус Ильясович, спасибо вам за очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, какие исследования имеют прикладное применение, где они используются, в каких странах и на каком уровне? Систему профессионального спорта, спорта высших достижений, массового спорта или, может, физическом воспитании? Спасибо, это очень интересный вопрос. Исследования можно классифицировать как открытые, из открытых источников и закрытых. Так вот, Китай, в основном, он ассоциируется с закрытыми исследованиями, поэтому сложно сказать, что там происходит. Последний раз я в Китае был в 2011 году, в центре, где как раз используют геномные технологии в спорте. Они мне сказали, что еще в том году они анализировали 30 маркеров генетических в спорте для отбора китайских спортсменов, однако большинство этих маркеров они не публиковали данные, то есть это закрытая информация, где только они, китайцы, этим занимаются. Разумеется, с тех пор прошло много времени, и я уверен, что они сейчас анализируют не 30 маркеров, а уже сотни. И эта информация тоже скрыта. Но сейчас сложно сказать вообще, как они ее используют, но в целом еще тогда они использовали в своих сборных командах. Тогда еще было 700 человек у них испытуемых, тогда они применяли. Сейчас для них, я думаю, более масштабные исследования, тем более, что они используют полногеномные исследования, не такие простые исследования, как обычно принято во многих лабораториях. Поэтому я считаю, что Китай в этом плане, они продвинулись значительно, однако документально это сложно подтвердить. Что касается открытых источников, где все публикуется, все открыто, то могу сказать, что на данный момент
и эти исследования генетические, они широко не применяются, они применяются только экспериментально в рамках каких-то проектов, пилотных проектов, в рамках каких-то программ. Это пока еще не распространено. Все на уровне каких-то там отдельных команд. Например, в России что было сделано? У нас были в рамках работ с ФМБА, мы отдельно смотрели там триатлонистов, лыжников, тяжелоатлетов, гребцы, байдарочники, гребля академическая и так далее. Мы смотрели школьников. В Набережных Челнах мы проанализировали 500 детей, школьников среднего возраста. В Сургуте проанализировали более 200 детей, выдали определенное заключение. Соответственно, все это делается на уровне каких-то отдельных экспериментов и массово не внедряется. Тем более это не внедряется массово в других странах, ну, кроме Китая. Соответственно, генетики, понимая ограничения связаны с тем, что не все маркеры открыты, соответственно, точность теста пока еще не очень высокая, понимать, что пока рановато включать это в такую широкую практику. Вот как только будет уже понятно, что тест хотя бы на 30-40% определяет, прогнозирует какое-то свойство человека, качество, там, физическое качество, то в этом случае можно уже с осторожностью применить. Но самым этически приемлемым сейчас применением генетической технологии считается оптимизация тренировочных процессов и питания. То есть не отбор, чтобы не было каких-то проблем, да, то есть ребенок пришел, ему сделали тест, сказали, что вот у нас тест на 100 видов спорта, ты не склонен там к 80 видам спорта, склонен только к этим 20. Тут возникают этические вопросы, что отбор, что ребенок занимается не тем видом спорта, каким хочет заниматься, и в этом случае, чтобы избежать этих этических каких-то вопросов, мягко подходит уже по-другому и уже с применением генетических технологий для другого вопроса, не отбора, а оптимизации тренировочного процесса и питания. Ну, например, мы все знаем, что там кофеин, он в ряде случаев помогает повысить работоспособность. Однако есть полиморфизмы генов, которые будут свидетельствовать о том, что человек будет неэффективно использовать этот кофеин. То есть он будет оказывать скорее негативный эффект, чем положительный. Поэтому, если мы знаем, как человек будет реагировать на те или иные вещества, фармакологические препараты, разрешенные, разумеется, мы сможем помочь ему, во-первых, подобрать правильный препарат, правильное питание, правильный набор продуктов, и, во-вторых, сохранить его здоровье в этом случае. И второе направление – это оптимизация тренировочного процесса. Ну, например, возьмем так, что стайеры, они, ну, я сейчас говорю больше про любителей, стайеры могут использовать в своих тренировках, например, нагрузки умеренной интенсивности, и в некоторых случаях добавляют интервальные нагрузки. Вот, так вот, есть гены, которые отвечают за ответ, получается, на тот или иной тип нагрузки. То есть либо человек хорошо реагирует на высокоинтенсивные нагрузки, либо на нагрузки средней интенсивности или там, низкой интенсивности. Так вот, зная генетику человека, можно будут разрабатывать сейчас методы, которые будут прогнозировать, какую нагрузку лучше всего выбрать, да? Как отдыхать, сколько минут восстанавливаться между нагрузками, сколько делать подходов, сколько делать повторений при какой-то нагрузке. Так вот, здесь мы, получается, не отбираем, никого не отсекаем, здесь как бы нет каких-то таких серьезных проблем. Мы в данном случае подсказываем, как лучше всего человеку тренироваться, какие нагрузки выбирать, какое количество подходов, повторений, сколько отдыхать между тренировками. Вот это будет очень полезно для спорта, но это пока еще тоже на уровне экспериментов, не так много маркеров обнаружено, которые вот связаны с вот этими показателями. Ну и есть еще другой аспект, это не спорт, а просто физическая культура, да, например, есть много сейчас проектов, где появляются полиморфизмы генов, влияющих на эффективность, например, похудения в результате физических нагрузок и диеты. Тоже это интересная тема, много есть методов похудения, коррекция веса, набора мышечной массы, просто для себя, как бы не для спорта. И в этом случае тоже очень много сейчас усилий генетиков тратится на то, чтобы выявить вот эти маркеры, которые бы спрогнозировали, какую лучше методику выбрать, какую диету, низкоуглеводную, белковую,
кетоновая диета, например, или какая нагрузка с большими весами, маленькими весами для набора мышечной массы и так далее. Это вот эти исследования, они более распространены, чем исследования в области спорта, потому что там, где спорт, там меньше как бы финансирования в области генетики, я это знаю по общению с коллегами, а вот там то, что касается здоровья человека, лишнего веса, диабета второго типа, метаболизма, то там больше вкладываются в такие исследования, и мы быстрее придем к каким-то интересным результатам, которые будут уже применяться в обычной практике врача, тренеров, фитнес-тренеров и так далее. Благодарю вас, Ильдус Ильясович. Вообще великолепный доклад. С таким удовольствием слушаю неочередное ваше выступление. Спасибо всем. И сейчас подключился к нашей конференции, подключилась доктор наук, профессор кафедры Филимонова Светлана Ивановна. Она хочет вас поприветствовать. Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить вас за любезное приглашение участвовать в вашей конференции и возможность поздравить Бурятский государственный университет с юбилеем. Вы являетесь флагманом очень интересного, перспективного направления исследования. И позвольте пожелать вам, чтобы вот в это сложное, но очень интересное время 21 века все исследования были направлены на перспективу развития, в том числе и физической культуры и спорта, и чтобы эти исследования сохраняли гуманистическую направленность. Здоровья вам, радости и успехов, дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ильдус Ильясович, у меня еще есть вопрос, если позволите. Да, конечно. Как вы считаете, на каком этапе спортивной подготовки наиболее целесообразно внедрять вот эти методы исследования? В группах начальной подготовки, этап начальной специализации, углубленной специализации? На данный момент этически более приемлемо, конечно, на более поздних этапах, когда уже ребенок определился, тренер и ребенок, и родители определились с конкретной специализацией спортивной. То есть пока лучше сильно не влиять на выбор вида спорта. И в данном случае, что можно предлагать так аккуратно, это оптимизировать, показать слабые и сильные стороны спортсмена, ну, любого уровня. Это может быть, какое звено у него может быть не очень выражено с позиции генетики, да, например, может быть выносливость, сравнивая с элитными стайерами, можно показать, что, например, у ребенка это качество, может быть, имеет более высокий, не такой высокий потенциал по сравнению с элитными стайерами, например, да. Или, например, смотрим на потенциал развития мышечной массы или на потенциал восстановления. То есть здесь может быть полезная информация для тренера. Это выявление слабых и сильных сторон человека. Ну и, как мы знаем, лучше делать акцент на сильные стороны, чем на слабые, да, и помогать с питанием, то есть выявлять какие-то проблемные зоны. Ну, например, есть у многих людей дефицит витамина D, и генетика тоже, в частности, она определяет этот дефицит, то есть некоторых людей, и поэтому можно сразу выявить у ребенка, например, что у него есть генетический риск развития дефицита витамина D. Ну, помимо обычного биохимического анализа, можно тоже это прилагать, и таким образом надо помогать на любых этапах совершенствования, становления спортивного мастерства. Можно прилагать такие осторожные методики, то есть рекомендации в плане питания, в плане тренировочного процесса, выявления слабых и сильных сторон. Но при этом, конечно же, мы работаем над методикой отбора, то есть на самом первом этапе. То есть в идеале было бы неплохо знать некоторым представителям, некоторым людям потенциал ребенка. Да, если речь идет о профессиональном спорте, о карьере спортсмена как профессионала, то в этом случае некоторые же родители хотели бы знать, к какому виду спорта ребенок предрасположен. Вот над этим мы сейчас активно работаем, но пока мы осторожнее, потому что
Мы не обнаружили пока еще 10 тысяч полиморфизмов, влияющих на спортивное качество. Мы на данном моменте где-то находимся на уровне 200 полиморфизмов. 200 и 10 тысяч – это совершенно разные пока цифры, и поэтому здесь надо быть осторожным. Вот, поэтому могу сказать так, что генетику можно применять на разных этапах, но пока желательно не на уровне отбора и подбора вида спорта или какой-то специализации конкретной, а лучше на уровне питания и каких-то параметров тренировочной нагрузки. Вот. Подскажите еще, пожалуйста, если у вас есть такая информация, ориентировочная стоимость максимально достоверного исследования, и достаточно ли будет одного исследования с учетом того, что мышечные волокна не меняются на протяжении жизни, или их нужно будет сделать несколько, с учетом какого-то времени? Если сделать тест с помощью чипа, который покроет 600 тысяч полиморфизмов ДНК человека, то это будет достаточно и сделать раз в жизни. Потому что даже если у человека примерно обнаружено 100-200 миллионов полиморфизмов, за счет равномерного распределения вот этих маркеров на чипе можно спрогнозировать и другие полиморфизмы у человека. Поэтому чип с использованием 600 тысяч, миллион, допустим, маркеров будет достаточно сделать раз в жизни. Такой тест в Европе стоит, или там в Америке стоит примерно 5000 рублей. Вот это вот как бы коммерческая стоимость такого теста. Наверное, со временем будет... 5000 рублей? 5000 рублей. Такой тест, да, но я сейчас говорю про просто чиповой анализ, без интерпретации. Потому что если вы можете его сделать и держать у себя вот этот файл, он весит 15 мегабайт, всю свою жизнь находиться с этим файлом и просто периодически вот этот файл передавать интерпретаторам, которые могут спрогнозировать заболевания какие-то склонности, умственные или там физические. Это просто я сейчас говорю про анализ в коммерческой лаборатории, который принято. В России, к сожалению, такие тесты пока дорогие. Можно увидеть там примерно стоимость от 20 тысяч рублей и дороже. Вот, поэтому, если, например, вы уезжаете на длительный отдых на 2-3 недели в Европу или в Америку, то я рекомендую сделать прямо там. То есть заказывать из России тест, чтобы пришел на адрес гостиницы, приезжайте туда, и приходит вам тест, вы, получается, сделаете это за 5000 рублей, и уже отправляете обратно в лабораторию. Это все, в принципе, можно сделать так. А потом вы просто держите при себе этот файл и периодически отдаете этот файл специалистам, которые смогут интерпретировать. Например, склонность к заболеваниям, склонность к долголетию, как питаться и так далее, и так далее. Эти услуги, они будут скоро широко внедрены в России. Сейчас они внедрены хорошо в Европе и в Америке. В России пока службы, которые занимаются этим, они пока не очень развиты, к сожалению. Большое спасибо. Ильдус Ильясович, можно задать вопрос вам? Да, конечно. Хабаровск опять вас беспокоит, медицинский университет Петр Ильич Бородин. Я хотел бы уточнить, вы говорите, их широко используют данные технологии в Европе, но в России же по-любому же тоже используют. Не могли бы вы сказать какие-то профессиональные команды или отдельные личности, спортсмены, и желательно бы узнать из нашего дальневосточного региона, кто-нибудь использует данные технологии? Да, конечно. Ко мне могут обращаться к моим коллегам, но в основном, как происходит, мы ведь работаем через ФМБА, а ФМБА пропускает через себя сборной командой. Поэтому многие ведущие элитные спортсмены российские, которые проживают в России, да, вот не те, которые тренируются там за рубежом, они проходят такие тесты в рамках научных исследований, и в дальнейшем могут быть с их стороны обращения. Вот, например, бывает, и олимпийские чемпионы обращаются, они спрашивают, как не застрять на одном месте, как развиваться дальше, какие есть у меня проблемные зоны. Поэтому они обращаются ко мне или к моим коллегам, которые занимаются этими вопросами в ФМБА, и, соответственно, мы даем определенные рекомендации. Ну так, конечно же, там, поскольку это сборная России, это громкие имена, и это у нас, это направление, не сказать, что такое налаженное, то есть есть какие-то частные обращения.
А что касается команд, то, как я уже говорил, бывают у нас какие-то команды, там лыжники, триатлонисты обращались, там тренеры, и их команды полностью проходили такое тестирование, мы им выдавали заключение и по питанию, по тренировочному процессу. Но это пока на уровне таких пилотных экспериментов. Спасибо огромное вам за ответ. Пожалуйста. Спасибо, Ильдус Ильясович. У нас осталось еще 2 доклада. Пленарное заседание закончилось, и мы заслушаем с вами 2 секционных доклада. Этот доклад доктора педагогических наук Кудрявцева Михаила Дмитриевича и Теплых Вероники Владимировны. Исторические аспекты развития хоккея с мячом в Восточной Сибири в 20-е и 50-е годы 20 века. И следующий доклад будет Власенко Павла Павловича. Уважаемые коллеги, меня слышно? Да, слышно, видно хорошо. Да. Дорогие коллеги, уважаемая Анна Владимировна, уважаемый Максим Олегович, уважаемый Баир Намдакович, все уважаемые коллеги, преподаватели Бурятского государственного университета имени Доржи Бадзарова, от всей души, от всех наших соавторов, такой междугородней группы участников этого исторического научно-популярного исследования. Поздравляем вас с 60-летием, желаем дальнейшего процветания. Город Улан-Удэ и Бурятский государственный университет является нашим любимым университетом. У нас очень многое связано с этим университетом, очень много таких важных исторических вех пройдено. Поэтому вот в начале нашего доклада я делаю такое вступление о том, что наш доклад подготовлен группой наших исследователей. Это Худяков Владимир Борисович, Плотникова Ирина Ивановна и Теплых Вероника Владимировна. Наш доклад посвящен вот такому историческому научно-популярному направлению. Это исследование аспектов развития хоккея в Восточной Сибири в различные годы 20 века. По различным газетам, по различным публикациям вот тех лет мы установили определенные закономерности, определенные аспекты развития вот данного вида спорта. Нами были исследованы различные аспекты, например, в архивных источниках Иркутской области. Мы обосновали такие по результатам исследования очень интересные тенденции процесса развития хоккея с мячом в Восточной Сибири. На основании вот такого литературного анализа различных источников специальной литературы, газет прошлого века, документальных источников, мы установили, что отмечен подъем в развитии хоккея с мячом в предвоенном сезоне в Иркутской области. Выявлено, что хоккей с мячом в послевоенные годы также получил дальнейшее развитие. Найден вот архивный материал, который раскрывает некоторые важные аспекты возникновения всего такого важнейшего этапа развития клубного хоккея, хоккея с мячом в Восточной Сибири и хоккей с мячом вот за исследуемый период, благодаря вот стараниям инициаторов вот этого вида спорта, вышел на достаточно высокий профессиональный уровень Российской Федерации. В дальнейшем, спасибо вам за внимание, рад всех приветствовать. Я предоставляю слово Теплых Веронике Владимировне, которая сделает основной доклад. Она выйдет с адреса под аккаунтом Лидия Сорокина. Пожалуйста, Вероника Владимировна. Спасибо всем, коллеги. Всего хорошего. Спасибо. Ну, добрый, наверное, вечер уже, я могу сказать, коллеги. Меня слышно? Меня слышно? Да. Хорошо, спасибо. Ну, хоккей с мячом – один из популярных видов спорта нашего региона. Ну, и поэтому эта тема является, наверное, интересной.
Сегодня поговорим о вопросах по теме «Исторические аспекты развития хоккея с мячом в Восточной Сибири в 20-50-е годы 20 века». Да, Михаил Дмитриевич уже сказал, что материал основан на архивном материале, на литературных источниках, на документальных источниках, на материале газет прошлого столетия. И вот сейчас я постараюсь достаточно, не занять у вас много времени, достаточно кратко изложить данный материал. К концу 20-х годов прошлого столетия во всем спортивном движении страны произошли качественные сдвиги. Прежняя система руководства физкультурой и спортом была недостаточна совершенно и поэтому требовала перестройки. 23 сентября 1929 года было принято постановление Центрального комитета партии о физкультурном движении. Его задача состояла в том, что создание при Центральном комитете Советского Союза нового Всесоюзного совета физической культуры с правами государственного органа. На основании этого решения устанавливалось единое государственное руководство физкультурным движением в стране. В 1937 году, пожалуйста, второй слайд. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта проводил всесоюзные хоккейные соревнования на Кубок Советского Союза. В эти соревнования были включены две иркутские команды-победительницы городского розыгрыша – это «Динамо» и «Локомотив». Но, к сожалению, в первых крупномасштабных соревнованиях иркутяне команды «Динамо» проиграли своему извечному сопернику Красноярску с минимальным счетом 1-2. Но приобрели, конечно, неоценимый игровой опыт. В следующем году соревнования на Кубок СССР приняли участие уже команды от Иркутска в соревнованиях. 3 – это «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Можно сказать, что из статей корреспондента «Восточно-Сибирской правды» Валерия Черемисина видно, что популярность хоккея с мячом каждым годом возрастала. Игра в хоккей с мячом культивировалась в воинских частях Сибирского военного округа, также в спортобществах, школах, колхозах, на промышленных предприятиях и государственных учреждениях. Следующий слайд, пожалуйста. Также вопрос заинтересовал также студентов вузов и техникумов Иркутска, и уже на соревнованиях в зимние каникулы, которые проводились, студенты выступили в количестве 200 человек. Это можно в последний послевоенный сезон. Также стоит отметить подъем в развитии областного хоккея с мячом. В марте 1941 года на Кубке области участвовало 5 мужских команд города Иркутска. Это «Динамо», «Буревестник», «Авангард», «Наука» и также новая команда воинской части. Черемхово было представлено 3 командами. Это «Динамо», «Угольщик» и «Спартак». Усолье, город Усолье, одной командой «Пищевик», и также город Тулун, команда «Спартак». В послевоенные годы, можно слайд? Спасибо. В послевоенные годы хоккей с мячом получил дальнейшее развитие. Помимо известных клубов, таких, как я уже вам говорила, «Динамо», «Локомотив», «Буревестник», «Авангард» и «Спартак», он стал культивироваться в армейских коллективах, в окружном доме офицеров и воинских частях Иркутского гарнизона. Это, конечно, обострило конкуренцию в регионе и логически вело к тому, чтобы повысить техническое и тактическое мастерство спортсменов. В ряде соревнований по хоккею с мячом, в которых участвовали лучшие команды города и области, победительницей становилась команда «Динамо». И ей был
вручен переходящий кубок города и области 1945 года. Также внимание уделялось детскому юношескому хоккею с мячом. На первенство города во второй половине 40-х годов 20 века регулярно встречались юношеские команды, такие как «Динамо», «Спартак», «Дворец пионеров», «Старт», что свидетельствует нам из документальных источников, что спортивная жизнь региона вызывала у населения, особенно у молодежи, притягательный интерес. К сожалению, с постановкой массовой работы культурно-спортивной по многим видам спорта, и также не исключение хоккей с мячом, дело обстояло далеко не благополучно в таком ключе, как большинство добровольно-спортивных обществах работа проводилась бесконтрольно со стороны областного, городского, районного комитета физической культуры и спорта. Надо сказать, что на низком спортивно-техническом уровне были проведены различные, можно сказать, тренировочные и соревновательные мероприятия. Хотелось сказать еще, что также не хватало именно специалистов в образовательном, в плане специализации данного вида спорта. Решением областного комитета партии от 16 декабря 1947 года физкультурно-спортивная работа в области была признана неудовлетворительной. И в соответствии с этим приняты решения. Назначена была организация практической работы на местах, улучшение практической работы по подготовке квалифицированных кадров, руководителей, специалистов по видам спорта. Организована учеба физкультурных руководителей, также тренеров, обновлена материально-техническая база ДСО. И надо сказать, что были организованы курсы по подготовке судейской бригады, судей, которые должны были потом в дальнейшем осуществлять полностью организацию проведения соревнований. Пожалуйста, следующий слайд можно? Хотелось бы отметить, что первая победа, серьезная победа, пришла в 1948 году. На Кубке РСФСР в 1948 году мужская команда иркутского «Локомотива» одержала победу в финальном матче над метростроем «Москва». Завоевала Кубок РСФСР. Вот. И на фотографии находится та команда, тот состав команды, правда, он не весь, но те, кто защищал именно честь Иркутска на данных соревнованиях. Это Александр Князьков, Давид Коган, полевые игроки, это вратари, полевые игроки Владимир Сазонов, Геннадий Труш, Дмитрий Хорошайлов, Анатолий Качаев, Евгений Смирнов, Николай Оленников, Геннадий Гноев, Юрий Низов, Игорь Вострышев, Виктор Клыков, Станислав Никифоров, Григорий Израильский, Николай Джуру и Степан Гусев. Степан Гусев – представитель команды, капитан команды Алексей Чернакевич, который тоже в дальнейшем являлся играющим тренером. В течение 4 последующих лет иркутяне неизменно становились победителями в этих соревнованиях. К этому времени серьезно повысился уровень квалификации судей в регионе. И также надо отметить, развитие в СССР физической культуры и спорта придавалось большое значение, общенародное и государственное значение, можно сказать. Об этом конкретно было изложено в постановлении Центрального комитета партии от 27 декабря 1948 года.
Простите, так. В очередном первенстве Иркутской, можно следующий слайд, пожалуйста? В очередном первенстве Иркутской области в марте 1953 года приняли участие 16 мужских команд добровольно-спортивного общества, добровольно-спортивных обществ и ведомств города Иркутска и городов Иркутской области. По результатам проведенных игр первое место заняли команда спортивного общества «Динамо», второе ДСО «Локомотив», и это обе иркутские команды. Третье место заняла команда из Черемхова, ДСО «Шахтер». Также в 1955 году произошли значимые события в спортивной жизни Приангали. В ноябре был открыт стадион «Локомотив», который соответствовал требованиям данного сооружения спортивного. Это позволило хоккейной команде «Локомотив» уже улучшить свой тренировочный процесс, позволить себе режим работы, расписание для того, чтобы действительно можно было уже более плодотворно тренироваться. И также, можно сказать, посмотрите, пожалуйста, на таблицу, да, находящуюся на слайде, тут показано число занимающихся хоккеем с мячом. Мы можем посмотреть с вами и увидеть, что в 1950 год, да, уже количество действительно значительно возросло, занимающихся, и также можно сказать, что мы посмотрим с вами, что изменилось также разрядный, да, если мы говорим порог, то массовый спорт, вот третий спортивный разряд, да, что говорит у нас о массовом, юношеский разряд массовый, да, вот третий спортивный разряд, это все-таки занятие массовым спортом по хоккею с мячом, да, который у нас также был, и команды были как профессионального направления, так были и любительские команды. В заключение можно сказать, что специфика сибирских климатических условий в значительной степени способствовала приоритетному развитию зимних видов спорта, в частности, такого как хоккей с мячом. И действительно, в течение с периода с 1920-х годов, да, по 1960-е, в конце 50-х, 59-й год, можно сказать, что хоккей с мячом в Приангале приобрел профессиональный уровень. О чем свидетельствует то, что команда, можно следующий слайд, пожалуйста, что команда «Локомотив», посмотрите, пожалуйста, занимает место в классе А. Это уже профессиональный уровень, и в дальнейшем, в 1960 году, команда выходит в высшую лигу. И на протяжении этого времени команда у нас несколько раз только, можно следующий слайд, пожалуйста, несколько раз, да, выходила из состава высшей лиги. Это вот такие года, как 60 сезоны, можно сказать, выбывания были 1961, 1962, 1980, 81 года и сезон 1984-85 год. А остальные все мы находились всегда на высоком уровне по виду спорта, как хоккей с мячом. Также хотелось бы отметить, почему данный вид спорта является популярным. Также есть команда, женская команда «Рекорд», которая является многократными чемпионами России, чемпионата России, Кубка России, неоднократными чемпионами, обладателями Кубка мира. Но единственное, что один раз являлись они только, получилось так, что стали чемпионами мира. В остальных случаях чемпионом мира становится шведская команда, игроки шведской команды. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Коллеги, пожалуйста, вопросы? Тогда переходим к сегодня заключительному докладу. Власенко Павел Павлович, город Южно-Сахалинск, спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. Тема доклада – условия эффективности технической подготовки сноубордистов в группах начальной подготовки. Уважаемые коллеги, всем добрый день.
Наше научное исследование посвящено сноубордингу. Сноубординг – это зимний вид спорта, который в последние годы набирает популярность в нашей стране. Согласно данным статистики, опубликованной на сайте Министерства спорта Российской Федерации, за последние годы с 2016 по 2020 ежегодный прирост количества занимающихся сноубордингом в спортивных школах составляет 9,65%. Тогда как, например, в смежном зимнем виде спорта, горнолыжном спорте, на 8,7% ежегодно количество занимающихся уменьшается. Несмотря на большую популярность сноубординга в нашей стране, до сих пор не разработана никакая научно-методическая документация по технической подготовке спортсменов в группах начальной подготовки и не только. Наше исследование мы проводили... Секунду, меня слышно? Ага. Наше исследование мы проводили во время научной конференции по сноуборду, которая прошла в Москве 10-11 октября на базе Олимпийского комитета для выявления условий, влияющих на эффективность изучения юными сноубордистами техники движения. Мы провели анализ научно-методической литературы, опрос и анкетирование ведущих специалистов нашей страны по виду спорта сноуборд. В данном опросе приняли участие 70 тренеров по сноуборду из 35 субъектов Российской Федерации. По итогам опроса мы выявили, что в качестве педагогических условий тренера рассматривают наличие методик по обучению технике движений, а также отмечают недостаточное или в некоторых случаях полное отсутствие данной литературы по таким дисциплинам сноубординга, как halfpipe, big air и слопстайл. В качестве биомеханических условий большинство тренеров рассматривают внедрение в тренировочный процесс средств скейтбординга и упражнений на гимнастическом батуте. Однако в результате анализа федерального стандарта по виду спорта сноуборд и списка необходимого оборудования для организации тренировочного процесса мы выяснили, что учтено здесь только приобретение скейтбордингов, но при этом никаких фигур, на которых можно использовать скейтбординг и средства скейтбординга, таких как мини-рампа, памп-трек, различные фигуры, не предусмотрено. Также не предусмотрен гимнастический батут, что осложняет наработку координации в безопорном положении. И в качестве лично индивидуальных условий все тренера выделили как раз вот такие не антропометрические данные, а внутреннюю устойчивую мотивацию к интересу техники движений сноубординга. То есть в процессе отбора тренера ориентируются в первую очередь не на физиологические показания детей, а на интерес к виду спорта, интерес к виду спортивной деятельности, к технике движения в первую очередь. Также тренера отметили, что в группах начальной подготовки для повышения эффективности обучения необходимо учить спортсменов катанию в обеих стойках для коррекции двигательной асимметрии, то есть это и правой, и левой ногой вперед, включать в тренировочный процесс технические элементы из группы акробатических дисциплин сноубординга, то есть это прыжки с двух ног, прыжки с носа доски, прыжки с хвоста доски и точно такие же движения вне своей стойки. Также рекомендуется участие спортсменов из групп начальной подготовки в соревнованиях по всем спортивным дисциплинам сноубординга, независимо от планируемой специализации. То есть, если, допустим, планируемая специализация тренера, который набирает группу начальной подготовки, он планирует альпийские дисциплины поворотные, то, тем не менее, ему необходимо включать в тренировочный процесс и средства из акробатических дисциплин сноубординга, и наоборот. Также специалисты отметили, что на практике они сталкиваются с проблемой несоответствия инвентаря росту и весу ребенка. В результате неверно подобранного инвентаря или выданного в спортивной школе по принципу «что есть», дети 7-8 лет, это группа начальной подготовки по федеральному стандарту, не справляются с управлением слишком длинным и тяжелым сноубордом, что приводит к ошибкам в технике выполнения движений, которые также впоследствии необходимо исправлять на следующем этапе тренировок.
В результате проведенной работы мы впервые обобщили педагогический опыт тренерского состава по сноуборду в стране и дали описание так называемой общепринятой методики, которая, несомненно, станет отправной точкой для дальнейшего изучения этого вопроса, ну, а именно техники движений, обучения техники движений в группах начальной подготовки. Также мы проанализировали федеральный стандарт по виду спорта сноуборд и на основе анализа разработали ряд рекомендаций к внесению изменений. А именно, это приобретение инвентаря для групп начальной подготовки, что на данный момент не предусмотрено. То есть, приходя обучаться сноубордингу в спортивную школу, родители детей вынуждены на протяжении первых 3 лет покупать инвентарь самостоятельно, что не всегда удобно и ну, не всем по карману. И многие родители вынуждены покупать либо инвентарь, который уже был в использовании, либо находить каким-то образом, ну, в общем, другой инвентарь, который не соответствует антропометрическим данным ребенка, то есть он слишком большой для него или, наоборот, слишком маленький, что, несомненно, сказывается на технике обучения движений. Также был разработан ряд рекомендаций по расширению списка необходимого оборудования, на котором можно использовать средства скейтбординга, а также заниматься акробатикой в безопорном положении. У меня все, прошу задавать вопросы. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Еще секундочку, добавлю, что на основании этой работы мы подготовили научную статью совместно с доктором педагогических наук Светланой Ерёкиной, и данная статья вышла в ноябрьском номере журнала «Ученые записки университета Лесгофта», и в данный момент с ней уже можно ознакомиться. Она уже есть в открытом доступе. Вопросов, видимо, нет. Я хотел бы задать, если позволите. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот из данных литературы, что из себя представляет элитный сноубордист? Ну, в разных дисциплинах, с позиции его соматотипа, роста, веса, его каких-то личностных характеристик, например, бесстрашный, компактный, да, не очень высокого роста, там выраженная сила, выраженная там ловкость и так далее. Вот как это в литературе об этом и говорится? Дело в том, что вот как раз в этом и проблема, что на данный момент сноубординг исследований очень мало. Кроме того, сноубординг подразумевает несколько дисциплин, которые очень сильно отличаются друг от друга. Примерно так же, как лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. То есть поворотные дисциплины имеют абсолютно другой инвентарь. Это жесткие однонаправленные доски по типу, и соревнования проходят по типу горных лыж. То есть спортсмен преодолевает трассу слалома. Трасса сноуборд-кросса – это такая трасса с множеством различных препятствий, трамплинов, контруклонов, на которых спортсмены едут одновременно четвером, или сейчас уже предлагается изменить в правилах, чтобы они ехали шестером, и где задача, преодолевая эти препятствия, приехать как можно быстрее. И есть группа акробатических дисциплин сноубординга. Это big air, halfpipe и slopestyle. Это дисциплины, в которых нужно показывать акробатические элементы, так называемые трюки, в безопорном положении, с частотой приземления и так далее. То есть здесь в основу оценки положена оценка формы техники движений с минимальным количеством ошибок, допущенных на приземлении. И для каждого из этих видов спорта есть зарубежные исследования на эту тему. Вот для акробатических дисциплин сноубординга это один самотип, для, соответственно, альпийских другой и так далее. То есть, допустим, для альпийских дисциплин, если это плоская трасса, то здесь будет иметь преимущество спортсмен, допустим, с большим весом. То есть на плоскости он будет ехать быстрее. Тот же самый спортсмен, который может показать высокий результат в альпийских дисциплинах, в акробатических дисциплинах, этот результат показать не сможет, так как при выполнении технического элемента, если он допустит ошибку и упадет неправильно, он может получить серьезную травму. То есть в России на данный момент таких исследований нет, они встречаются, ну, поштучно за рубежом, и найти их очень сложно. Мне вот за все время попадалось только одно. Спасибо. А с позиции личностных характеристик есть такое, что они бесстрашные сноубордисты?
И еще раз задайте, пожалуйста, вопрос, куда-то пропали все. С позиции личностных характеристик, есть ли такое, что сноубордисты, особенно там, где необходимы прыжки, они бесстрашные по психотипу? Нет, все сноубордисты на самом деле, приходя вот в группы начальной подготовки, я общался с некоторыми тренерами зарубежных сборной, с австрийской, с канадской. Дело в том, что все сноубордисты, будучи детьми, они приходят, не предполагая, как правило, что им придется выполнять какие-то акробатические трюки в безопорном положении с больших трамплинов. То есть они приходят в секцию с желанием научиться кататься, скользить на доске по снегу. И уже в процессе подготовки они понимают, что они могут сделать больше, и в процессе освоения технических элементов как раз-таки этот страх с каждым разом отодвигается, в процессе спортивной подготовки именно. И уже на этапе углубленной специализации, когда спортсменов допускают до трамплинов, у них уже такого явно выраженного страха нет. Кроме того, мы сейчас стараемся использовать такие биомеханические условия, как подушки, так называемые подушки, это наклонные приземления по типу аэромата, на которые спортсмен, приземлившись, даже если он допустил ошибку, он не получит травму. И нарабатывая технику выполнения элемента вот на таком аэромате, у спортсмена, во-первых, формируется верная техника движений, а во-вторых, понимая, что он приземляется четко на ноги, у него нет страха перед выполнением этого трюка уже в реальных условиях на снегу. То есть если раньше еще буквально 10-15 лет назад этого оборудования не было и приходилось искать условия природного характера, например, выезжать куда-то в горы, в мягкий снег, пробовать эти технические элементы там, то сейчас уже с развитием вот этих технологий появились вот эти аэроматы, на которые мы можем безопасно учить детей выполнять элементы. Ну и, соответственно, если они видят, что упав на этот аэромат, им ничего не будет, то есть они не получат травму, соответственно, страха у них нет. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершили наши доклады на сегодня. Большое всем спасибо. Выражаем огромную признательность всем коллегам, которые нас поддержали, выступили с интересными докладами, и всем тем коллегам, которые также поддержали научную дискуссию во время конференции. Это у нас вторая всероссийская научно-практическая конференция. Мы надеемся, что она станет традиционной, и через определенное время будем с вами встречаться и обсуждать насущные проблемы в области спортивной науки. Всех благодарим. Большое спасибо. Спасибо большое. Еще раз всех с юбилеем, с праздником. Спасибо. 60-летием. Да, на Байкал к нам приезжайте. Спасибо большое. Рады видеть всех были. Удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Успехов. Спасибо, Максим Олегович.